Слава Богу. Slava Dievam! Приветствую всех вас на Es sveicinu visus jūs богослужение. dievkalpojumā. Кто из вас сегодня имеет ожидание от Господа? Kurš no jums jūs gaidat no tā kunga šodien? Скажи твоему соседу, Pasaki savam kaimiņam, я хочу встретиться с ним. es gribu tikties ar viņu. По-особенному. Īpaši. Когда Бог присутствует на месте, Kad Dievs ir klāt kādā vietā, мы уже с вами знаем, как мы познаем Его присутствие. mēs ar jums jau zinām, kā mēs atpazīstam viņa klātbūtni. Кто мне скажет, как можно знать, что Бог находится здесь? Kurš man var pateikt, kā var zināt, ka Dievs atrodas šeit? А? Окей. Сейчас по очереди. Tā, tagad pēc kārtas. Где двое или трое? Kur 2 vai 3? Просто двое или трое. Vienkārši 2 vai 3. Ага, во имя Его. Viņa vārdā. То есть двое или трое во имя Его. Tātad 2 vai 3 viņa vārdā. Окей? Labi. Вы сюда пришли во имя Его? Jūs atnācāt viņa vārdā šeit. Значит, Он должен быть здесь, правда? Tātad viņam ir jābūt šeit. Окей, хорошо. А по каким признакам опять мы знаем, что Бог есть на каком-то месте? Bet pēc kādām pazīmēm mēs zināsim, ka viņš tiešām ir šeit? Окей, там, где славословит Его, да? Tur, kur slavē viņu. Бог прибивает славословие своего народа. Dievs Хорошо? mājo savas tautas slavas dziesmā. Хорошо. У кого еще есть другой? Kuram vēl ir Misli. kāda doma? Как знать, что Бог есть среди нас? Kā zināt, ka Dievs ir mūsu vidū? А? Ну, громче, смелее. Это же Громче. вопрос. Там, где Дух Святой, да? Tur, kur ir А svētais как gars. знать, что Дух Святой Bet есть? kā zināt, ka svētais gars ir? Сейчас есть Дух Ir Святой? svētais gars tagad? А? Есть, да? А как знать, что Bet Он kā есть? zināt, ka viņš tiešām ir? Вере в сердце. Ticība Мы sirdī. верим в сердце. Mēs ticam savā sirdī. Правильный ответ. Все ответы правильные. Visas atbildes ir pareizas. Но особый способ, как мы знаем Божье присутствие, это когда Он говорит. Bet īpašs veids, kā mēs zinām par Dieva klātbūtni, tas ir tad, kad viņš runā. Если все, что мы назвали, Ja viss, ko mēs nosaucām, присутствует, ir двое-трое на месте, 2 vai 3 ir savā vietā, славословие на месте, slavēšana ir savā vietā, вера на месте, ticība ir savā vietā, но мы не слышим лично Его Слово, bet mēs nedzirdam personīgi viņa vārdu. мы можем уйти таким же, какой мы пришли. Mēs varam aiziet tādi paši, kā mēs atnācām. Вы согласны с этим или Jūs нет? piekrītat tam vai nē? Не, но я не слышу вас. Un es nedzirdu jūs. Когда Бог присутствует, Он говорит. Tad, kad Dievs ir klāt, viņš runā. Он говорит общее, Viņš runā vispārīgi visiem, но кто-то конкретно слышит. bet kāds dzird konkrēti. Кто из вас хотел бы слышать от Бога? Kurš no jums gribētu dzirdēt šodien no Dieva? Ты хотел бы, чтобы Бог твою жизнь говорил. Tu gribētu, lai Dievs tavā dzīvē runā. Давайте помолимся. Palūksim. Отец, мы благодарим Тебя Tēvs, mēs pateicamies Tev. во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Мы собраны на этом месте Mēs esam sanākuši šajā не vietā. для того, чтобы слышать слово человеческое, Ne tāpēc, lai dzirdētu cilvēku vārdu, не для того, чтобы слышать умные учения. ne tāpēc, lai dzirdētu gudras mācības. Мы хотим слышать Твой голос. Mēs gribam dzirdēt Tavu balsi. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты всегда говоришь. Un es pateicos Tev, Kungs, ka Tu vienmēr Вопрос runā. только в том, слышим ли мы. Jautājums ir tikai par to, vai mēs dzirdam. Я молюсь, Господь, чтобы Ты Es говоришь lūdzu, Kungs, сегодня lai Tu runā šodien четким образом skaidri в жизни каждого человека. katra cilvēka dzīvē. Я молюсь, чтобы Ты открыл нам уши, Es Господь, lūdzu, Kungs, lai Tu atver mums чтобы мы ausis, слышали, lai mēs чтобы dzirdam, наши уши не привыкали, Господь, Твое Слово, lai mūsu ausis nepierod pie Tava но vārda, чтобы мы всегда были полны ожиданий. bet lai mēs vienmēr būtu pilni ar gaidīšanu. Спасибо, Дух Святой.
Paldies, Tev, Svētais Ти Gars, нас учител. ka Tu esi mūsu Ти тот, skolotājs. который открывает нам всякую истину. Tu esi tas, kas mums atver katru patiesību, Пусть Твой голос будет lai слышен Tava balss ir dzirdama сегодня. šodien, Во имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. Когда Ты говоришь, Kad Tu runā, Ты обличаешь, Tu atmasko, Ты исправляешь, Tu izlabo, Ты наставляешь, Tu pamāci, Ты научаешь, Tu māci, и Ты готовит нас, un Tu gatavo mūs, чтобы мы были теми сосудами в Твоих руках. lai mēs būtu tie trauki Tavās rokās. Спасибо Тебе, Отец, Paldies, Tev, что Ты Tēvs, все это сделаешь ka Tu visu сегодня to izdarīsi šodien через Твое Слово. caur Tavu vārdu. Мы верим Тебе Mēs ticam Tev, во имя Иисуса. Jēzus vārdā. И весь народ Un сказали visa tauta teica, Амен. amen. Аллилуйя. Я хочу говорить сегодня на тему формирования духовной жизни Es šodien gribu runāt par tēmu garīgās dzīves veidošana vai через formēšana. личное уединение с Богом. Через личное уединение с Богом. Caur personīgo atdalīšanos ar Dievu. Формирование духовной жизни Tad garīgās dzīves veidošana vai formēšana через личное общение с Богом. caur personīgu sadraudzību ar Dievu. Мы вчера, это будет продолжение вчерашний семинар. Tas būs turpinājums vakardienas semināram. Для тех, которые не были на семинаре, Tie, kas nebija seminārā, мой совет вам mans ieteikums jums слушать этот семинар, он записан. noklausīties šo semināru, jo viņš ir Это ierakstīts. семинар был семинар основы христианской жизни. Un šis seminārs saucās Kristīgas dzīves pamati. Это фундаментальные истины, которые я считаю, что любой верующий должен знать, чтобы он мог расти в Боге. Tās ir pamat patiesības, kuras es uzskatu katram ticīgam cilvēkam ir jāzina, lai viņš var pieaugt Dievā. Чтобы он мог иметь правильный ориентир в христианской жизни. Lai viņam ir pareizs orientieris kristīgā dzīvē. Потому что очень важно, и очень часто мы можем заниматься теми вещами, которые мы думаем, что важно, Jo ļoti bieži mēs varam nodarboties ar tām lietām, kuras mūsuprāt ir svarīgas, но Бог говорит, bet Dievs saka, это не то, что я хочу. tas nav tas, ko es Он gribu. говорит, что я не жертву хочу, Viņš saka, es negribu и я upurus, не приношение хочу. un es negribu šos Я ziedojumus. хочу познание Бога, Es gribu Dieva и я atziņu, хочу преображенной жизни. un es gribu izmainītas dzīves. И мы говорили о том, что духовная жизнь Un mēs runājām par to, ka garīgā dzīve, это имеет два цели. tai ir divi mērķi. Два цели. Divi mērķi. Духовная жизнь это все, что мы делаем, Garīgā dzīve, tas ir viss, ko mēs darām, для того, чтобы возрастать познание Бога lai pieaugtu Dieva atziņā и уподобляться Ему в un своей жизни. līdzināties viņam savā dzīvē. Духовная жизнь это все, что мы делаем, Garīgā dzīve ir viss, ko mēs darām, чтобы возрастать познание Бога lai pieaugtu Dieva atziņā и уподобляться Ему в своей un жизни. līdzinātos viņam savā И dzīvē. получается, что есть два цели Un sanāk, kad ir divi нашей mērķi христианской жизни. mūsu kristīgajā dzīvē. Цель очень важна, Mērķi ir ļoti потому что svarīgi, все остальное работает на эту цель. jo viss pārējais strādā šim mērķim. Но дьявол очень хитрый. Bet Sātans ir ļoti Может viltīgs. делать сосредоточенность внимания на то, что есть средства, и чтобы мы это сделали целью. Viņš var pievērst mūsu uzmanību tam, ka ir līdzekļi un ka mēs šos līdzekļus padaram par mērķi. Поклонение – это не цель. Pielūgsme tas nav mērķis. Молитва – это не цель. Lūkšanas tas nav Чтение mērķis. Библии – это не цель. Bībeles lasīšana nav mērķis. Посещение церкви – это не цель. Draudzes apmeklēšana nav mērķis. Служение Богу – это не цель. Kalpošana Dievam nav mērķis. Евангелизация – это не цель. Evangelizācija nav Все mērķis. это средства. Viss tas ir līdzeklis. Аминь. Amen. Они все важно, Tas viss ir ļoti но это svarīgi. средства. Bet tas ir līdzeklis. Средства к чему? Līdzeklis kam? Чтобы мы знали Бога. Lai mēs zinātu Чтобы Dievu. мы познали Бога. Lai mēs iepazītu Dievu. Чтобы мы познали Его волю. Lai mēs iepazītu viņa gribu. И чтобы мы преобразились Un lai mēs в izmainītos Его образ. viņa līdzībā. Аминь. Amen. Поэтому два цели христианской Tāpēc жизни. kristīgajā dzīvē ir divi mērķi. Первый Pirmais – познание Бога. – Dieva atziņa vai Dieva От iepazīšana начала нашего покаяния no mūsu grēka nožēlas sākuma. мы вступили, мы отправили в путь.
Mēs esam devušies ceļojumā, длиной всей жизни. kas ilgst visas dzīves garumā. Мы всю жизнь будем познавать Бога. Mēs visu dzīvi iepazīsim Dievu. И мы не можем остановиться на достигнутом. Un mēs nevaram apstāties pie sasniegtā. Мы не можем остановиться на том месте, где мы сегодня стоим. Mēs nevaram apstāties tajā vietā, kur mēs šodien esam. До того, как я покаялся, Pirms es nožēloju grēkus, я знал о Боге. es zināju par Dievu, Но когда я покаялся, bet tad, kad es nožēloju я grēkus, познал Бога es iepazinu в Dievu определенном смысле. Kaut kādā zināmā, Бог стал для меня no отцом. citas puses Dievs kļuva mans tēvs. Он стал для меня отцом. Viņš kļuva priekš manis par Он tēvu. стал ближе, Viņš kļuva man tuvāks, чем это было. nekā tas bija Я līdz раньше tam. смотрел на Бога Es agrāk skatījos uz Dievu далеко, no tālu, как тот, который наказывает, когда я что-то делаю неправильно. kā uz tādu, kurš vienmēr soda, tik līdz es izdaru kaut ko И nepareizi. я избегал его как Он- можно больше. Es izvairījos no Ja viņa, viņi cik vien хотели меньше iespējams. с ним. Es negribēju neko Потому kopīgu что у ar меня viņu. понимание Бога это тот, который Jo наказывает, Dieva izpratne man bija tāda, ka Dievs ir tas, kurš soda, когда я что-то неправильно делаю. tik līdz es izdaru kaut ko nepareizu. Но когда я покаялся, Bet tad, kad es nožēloju понял, grēkus, что es Бог- sapratu, Он отец. ka Dievs ir tēvs. Аминь. Amen. И я приблизился к Un нему. es tuvojos Я viņam. узнал его, Es iepazinu что viņu, он любовь, ka viņš ir что он mīlestība, любит меня. ka viņš mīl То mani, даже все эти годы, когда я жил своей жизнью, он все равно меня любил. ka pat visus šos gadus, kad es dzīvoju pats savu dzīvi, viņš И man хотел mīlēja. взаимоотношения со Un мной. viņš gribēja attiecības ar И mani. хотел время со мной Un viņš проводить. gribēja pavadīt laiku ar mani. Аминь. Amen. И это стало начало пути, Un tas kļuva par ceļa sākumu, который ведет к тому, что мы называем первый цель нашей христианской жизни. kas ved uz to, ko mēs saucam par mūsu kristīgās Pas- dzīves pirmo познание mērķi. Бога. Tad Dieva atziņa. И второй, Un это otrais, есть то, что мы назвали преображение в образ и подобие Господа Иисуса Христа. tas ir tas, ko mēs nosaucām mainīšanās Kristus tēla līdzībā. Аминь. Amen. Уподобление. Mainīšanās vai Ты līdzināšanās. покаялся 5 лет назад. Tu nožēloji grēkus 5 Slava gadus Bogu. atpakaļ. Slava Dievam. Уже прошло 5 лет. Jau pagāja 5 gadi. Что изменилось в твою и моей жизни? Kas ir mainījies tavā un manā dzīvē? Аминь. Amen. Если тебе кто-то слушал 5 лет назад Ja kāds tevi dzirdēja 5 gadus atpakaļ и слушает 5 лет спустя, un klausās tagad pēc заметно 5 ли gadiem, разницу в том, как ты говорил тогда и как ты сейчас говоришь? vai ir pamanāma atšķirības ar to, kā tu runāji tad un kā tu runā tagad? Как ты мыслил тогда и как ты сейчас мыслишь? Kā tu domāji tad un kā tu domā tagad? Я имею в виду интеллектуальное развитие. Es nedomāju tavu intelektuālo Мы attīstību. развиваемся Mēs интеллектуально, attīstamies потому что intelektuāli, мы учимся. jo mēs mācamies. Аминь. Amen. Я имею в виду именно вопрос о понимании суть и смысла жизни. Es domāju tieši par dzīves izpratnes būtību. Изменились ли твои приоритеты? Vai ir mainījušās tavas prioritātes? Аминь. Amen. Изменили ли твой образ жизни? Vai ir mainījies tavs dzīvesveids? Аминь. То есть преображение. Tad izmaina, Это pārmaiņas vai вторая mainīšanās. часть нашей христианской жизни. Tā ir mūsu Смысл, kristīgās dzīves otra Два daļa вещи. un otra jēga. Tad divas lietas, который главнее всего. kas ir svarīgākas par Если visu все, citu. что мы делаем, Ja viss, ko mēs darām, не ведут neved к этим двум целям, uz šiem diviem mērķiem, мы просто религиозны. mēs vienkārši esam reliģiozi И мы деятели. un mēs darbojamies. Аминь. Amen. Религиозная активность и Reliģiozās религиозная aktivitātes деятельность. un reliģiozā darbošanās. И мы говорили вчера, что христианская жизнь – это не религиозная активность, Un vakar mēs runājam, ka kristīgā dzīve nav reliģioza aktivitāte, а развитие взаимоотношений с Богом. bet attiecību attīstīšana ar Dievu. И я не буду повторить все, что мы говорили вчера, это очень важно и много, но сегодня мы хотим говорить о время уединения и как через время уединения Бог формирует наши духовные жизни. Tad es nerunāšu par visu, ko mēs runājām vakar, tas ir ļoti daudz, bet šodien es gribu runāt par šo sadraudzības laiku ar Dievu un kā šis sadraudzības laiks ar Dievu mūs maina un veido. Аминь. Amen. Есть враг Ir ienaidnieks нашей христианской жизни. mūsu kristīgai И dzīvei, это враг есть плоть. un šis ienaidnieks ir Эта miesa, плоть есть в нас. un miesa ir mūsos. Аминь. Amen. Эта плоть имеет свою характеристику Un miesai ir savas īpašības, и имеет свою стратегию un tā ir sava stratēģija. или стратегии.
stratēģijas. Одна из стратегий плоти, о которой мы вчера говорили, мы говорили 7 стратегий плоти. Un vakar mēs runājam, ka miesai ir 7 stratēģijas. Но одна из стратегий плоти это то, Bet viena no miesas stratēģijām ir tā, что плоть манипулирует или говорит нам о том, что мы можем любить Бога ka miesa manipulē ar mums. Viņa saka, ka mēs varam mīlēt Dievu и не проводить время с Ним. un nepavadīt laiku ar viņu. Самое главное – быть активным. Pats galvenais ir būt aktīvam. Погрузиться в хорошие, приятные дела. Iekrist patīkamos un labos darbos. То есть плоть успокаивает тебя в том, Tad miesa tevi mierina tajā, что это нормально. ka tas ir normāli. Ты любишь Бога. Tu mīli Dievu. Смотри, что ты делаешь. Paskaties, ko tu dari. Смотри, столько много хороших дел, которые Paskaties, ты cik делаешь. daudz labas lietas tu dari. Не смотри на то, что у тебя нет времени с Ним. Neskatoties uz to, ka tev nav laika ar viņu. Обман. Tie ir maldi. Стратегии плоти. Tā ir miesas stratēģija. Мы не можем любить Бога Mēs nevaram mīlēt Dievu и не проводить время с un Ним. nepavadīt laiku ar viņu. Скажи своему соседу так. Pasaki savam kaimiņam tā. Ты не можешь любить Бога Tu nevari mīlēt Dievu и не проводить время с un Ним. nepavadīt laiku ar viņu. Первый признак твоей любви к Богу, Pirmā pazīme tavai mīlestībai uz первый Dievu, признак любви к Богу, pirmā pazīme mīlestībai uz это Dievu, жажда tās ir slāpes общения с Ним. pēc sadraudzības ar Это viņu. жажда провождения времени с Ним. Tās ir slāpes pēc laika pavadīšanas Это ar viņu. жажда встречи с Ним. Tās ir slāpes pēc tikšanās И ar эта viņu. встреча с Ним не для тебя обуза, Un šī tikšanās ar viņu priekš А tevis nav kā nasta, наслаждение. bet kā bauda. ты ждешь это время с нетерпением. Tu gaidi šo laiku ar Это не nepacietību. то, что тебе надо терпеть. Tas nav tas, kas tev ir Если для jāpacieš. тебя время провождения с Богом это терпение, Ja laika pavadīšana ar Dievu Это priekš то, что tevis надо ir kaut терпеть. kas tāds, kas tev ir jāpacieš, явная духовная болезнь. tā ir acīm redzama garīga slimība. Вы согласны, да? Jūs piekrītat tam? Ой, слава Богу, сегодня прошло. Slāva Dievam šodien pagāja. Слава Богу, сегодня молился, Slāva Dievam šodien palūdzu, сегодня читал Библию. šodien palasīju Bībeli. Слава Богу. Slāva Dievam. Как завтра? Kā rīt? Ой, я не могу. Es nevaru nemaz. Если это твое отношение, Ja tā ir tava attieksme, духовная болезнь. tev ir garīga slimība. Аминь. Amen. Если ты любишь Бога, Ja tu mīli Dievu, ты не можешь дождаться tu nevari sagaidīt следующей встречи. nākamo tikšanos. Потому что эта встреча Tāpēc, ka šī tikšanās обогащает. dara tev bagātu. И об этом мы хотим говорить сейчас. Un par to mēs gribam runāt Когда мы tagad. говорим о время уединения, Kad mēs runājam par šo sadraudzības я laiku, чтобы мы поняли, es gribu, lai mēs saprotam, что цель времени уединения ka mērķis šim sadraudzības laikam ar Dievu это не заполнить свою, это добавить что-то к своей деятельности, tas nav pielikt kaut ko pie savas darbošanās. поставить какой-то галочку, что мы опять исполняли свою религиозную деятельность Ievilkt или atkal обязательства. ķeksīt, ka mēs atkal izpildījām savu reliģiozo darbošanos vai pienākumu. Но цель Bet mērķis, это жажда познать Бога. tās ir slāpes iepazīt Это Dievu. жажда преображаться в Его присутствии. Тās ir slāpes mainīties viņa Кого из klātbūtnē. вас есть здесь желание возрастать познание Бога? Kuram no jums šeit ir vēlēšanās pieaugt Dieva atziņā? Кого из вас есть желание преображаться? Вы знаете, что я еще не тот, кем Бог меня видит. Kuram no jums ir vēlēšanās mainīties? Es zinu, ka es vēl neesmu tas, Мне kādu Dievs еще man grib redzēt. много надо меняться. Man vēl daudz ir jāmainās. Я не могу сам себя менять. Es nevaru pats sevi izmainīt. Бог может менять меня своим духом. Dievs var mani izmainīt ar savu В Его garu. присутствии я могу стать другим. Viņa klātbūtnē es varu kļūt citāds. Если это есть, Ja tas ir, это то, что именно толкает нас к Нему. tas ir tas, kas mūs virza pie viņa. Чтобы мы бросали себя в Его Lai объятия. mēs metamies viņa apskāvienos. Аминь. Amen. Поэтому первые мысли, которые я, чтобы вы записали себе, Tāpēc pirmā doma, ko es gribu, lai jūs sev pierakstat, что цель времени уединения важнее, чем то, что мы делаем во время уединения. ka mērķis šim sadraudzības laikam ir svarīgāks par to, ko mēs darām šajā laikā. Цель Mērķis, времени уединения mērķis šim sadraudzības laikam важнее, ir svarīgāks чем компонент времени уединения. par Чем tiem, компоненты или то, что мы делаем во время par уединения. tām sastāvdaļām vai par to, ko mēs darām šajā laikā.
Например, Piemēram, если задавать вопрос, что такое время уединения? ja es tagad uzdošu jums jautājumu, kas ir šis sadraudzības laiks, Очень часто отвечаем на этот вопрос. ļoti bieži atbildot uz šo Мы jautājumu, перечисляем то, что мы делаем во время уединения. mēs sāksim uzskaitīt to, ko mēs darām šajā sadraudzības Время laikā. уединения Šajā sadraudzības – это laikā время, tas ir когда laiks, мы читаем kad Библию mēs lasām и когда мы Bībeli, молимся. kad mēs lūdzam. Если мы говорим о компоненте времени уединения, это нормально. Ja mēs runājam par šīm sadraudzības laika sastāvdaļām, tas ir normāli. Но Bet время уединения глубже, чем это. sadraudzības laiks ir dziļāks par to. Амен? Amen. Скажи, время уединения глубже, чем Pasaki, просто читать Библию sadraudzības laiks ir dziļāks vai vairāk par to, kā lasīt Bībeli и пробежать молитву, ну, какую-то молитву совершать. un izskriet cauri kādai lūkšanai. Время уединения Sadraudzības laiks, – это время для развития близости с Богом. tas ir laiks, kad attīstīt šo tuvību ar Dievu. Это время для развития близости с Богом. Tas ir laiks, lai attīstītu tuvību ar Dievu. Это время для развития близости с Богом. Tas ir laiks, lai attīstītu tuvību ar Dievu. Самоотношения с Богом. Attiecības ar Dievu. Познать Бога ближе. Iepazīt Dievu tuvāk. Если мы это не будем понимать, Ja mēs to nesapratīsim, если мы не будем сосредоточиться именно на цель уединения, ja mēs nekoncentrēsimies tieši uz šīs sadraudzības laika mērķi, нам будет скучно. mums būs garlaicīgi. И у нас будет постоянно борьба. Un mums pastāvīgi būs cīņa. Amen? Amen. Потому что скучно будет читать Библию. Jo mums būs garlaicīgi lasīt Bībeli И скучно будет молиться. un būs garlaicīgi lūgt. Потому что какой смысл? Jo kāda tad jēga? Но если ты читаешь Библию, Bet ja tu lasi Bībeli и ты познаешь Бога, un tu iepazīsti Он с Dievu, тобой говорит, Viņš ar tevi runā, и Он что-то, что-то происходит в твоем сердце, un Viņš kaut ko dara tavā sirdī, Он с тобой общается, Viņš kontaktē ar tevi, и ты молишься, и ты слышишь Его, un tu lūdz, un tu dzirdi viņu, но ты не можешь это избегать. tu nevarēsi no tā izvairīties. Ты бежишь туда опять. Tu skries uz turieni atkal. Кто согласен с тем? Kurš piekrīt tam, ko es saku? Поэтому давайте сразу понять, Tāpēc uzreiz sapratīsim, что мы не делаем ударение на компонент времени уединения, когда мы говорим об этом. ka mēs neliekam uzsvaru uz šīs sadraudzības laika sastāvdaļām, kad mēs par to runājam. Мы говорим о цели. Mēs runājam par mērķi, А эта цель bet šis mērķis – это то, что мотивирует нас. ir tas, kas mūs motivē. Это то, что помогает нам увидеть, почему это важно. Tas ir tas, kas palīdz mums ieraudzīt, kāpēc tas ir svarīgi. Аминь. Это то, что помогает нам сделать это приоритетом номер один в нашей жизни. Un tas ir tas, kas palīdz mums to izdarīt par, vai nolikt par prioritāti numur 1 mūsu dzīvē. Аллилуйя. Следующее, что я это, чтобы мы увидели, Nākamais, ko es gribētu, lai mēs ieraugam, что ожидание встречи с Богом ka šīs tikšanās gaidīšana ar Dievu, ожидание встречи с Богом, tikšanās gaidīšana ar Dievu, или использую современный язык, ожидание свидания с Богом. vai arī izmantojot mūsdienīgu valodu, šī randiņa gaidīšana ar Dievu, Это то, что мы с радостью должны стремиться, tas ir tas, uz ko mums ir jātiecās ar prieku, а не то, что мы должны приносить. bet ne tas, kas mums ir jāpacieš. Смотрите, да? Redziet, Ну, в принципе, я знаю, что кто-то из вас здесь точно когда-то влюбился. nu, principā es zinu, ka šeit kāds no jums kādreiz noteikti ir iemīlējies Dievā. Есть такой здесь? Ir tādi cilvēki šeit. Но ты когда-то влюбился. Nu, tu esi bijis iemīlējies Dievā. Когда два человека влюблены друг с другом. Kad divi cilvēki ir iemīlējušies viens otrā, Кто из вас пережил это чувство? kurš no jums ir pārdzīvojis šīs jūtas? И эта встреча с любимым человеком, это для вас скука, или это время радости, это то, что вы не могли ждать. Вы не могли дождаться, когда это наступит это время. Un šī tikšanās ar šo otru cilvēku, vai tas ir garlaicīgi, vai tas ir tas, ko jūs nevarat sagaidīt? Не слышу я вас. Es nedzirdu jūs. Вы на работе, Jūs esat darbā, но вы думаете об этом. bet jūs domājat par to. Аминь?
Ви что-то делаете, и вы думаете об этой встрече. Jūs kaut ko darat un jūs domājat par šo У tikšanos. вас ожидание. Jūs gaidat to. Ожидание этой встречи. Jūs gaidat šo tikšanos. Смотрите, если у нас такое чувство пропало, Redziet, ja mums tādas jūtas ir pazudušas по отношению с Богом и встрече с attiecībā Ним, pret Dievu un tikšanos ar viņu, можем ли мы говорить, что мы любим Бога? Скажите vai mēs честно. varam teikt, ka mēs mīlam Dievu? Pasakiet Ну, отвечайте godīgi. честно. Atbildiet godīgi. Нет. Значит, что-то произошло. Tad kaut kas ir noticis. Значит, что-то заменил. Tad kaut kas ir nomainījis Это любовь. šo mīlestību. Аминь. Amen. И если что-то уже заменил, это любовь. Un ja kaut kas jau ir aizvietojis šo mīlestību, Духовная болезнь это называется. tā saucās par garīgo slimību. В чем мы нуждаемся? Kas mums ir vajadzīgs? Если ты больной физически, в чем ты нуждаешься? Ja tu esi fiziski slims, kas tev ir vajadzīgs? Кто из вас вот зубы болит, Kurš no jums, kad sāp zobi, и ты игнорируешь его, un tu to и ignorē, ты идешь дальше? un tu ej tālāk? Кто так делает? Kurš tā dara? Кто из вас вот зубы болит, вы сразу звоните зубной врач и назначаете время встречи с зубным врачом? Kurš no jums, kad jums sāp zobs, jūs uzreiz zvanat zobārstam un И runājat вы tikšanos ar viņu? аннулируете любой другие, это самое, но, как это сказать, другие дела, Un jūs anulējat visas citas lietas, которые visas для citas вас кажутся darīšanas, важным сегодня. kas jums likās svarīgs šodien. Почему? Потому что Kāpēc? куда ты пойдешь с больным зубом? Tāpēc, ka uz kurien tad tu dosies ar šo sāpošo Потому что zobu? это больной зуб, он дается на нервы и дается на все остальные, на глаза. Это правда, я говорю, нет? Jo šis sāpošais zobs, viņš spiež gan uz nerviem, gan Почему uz acīm, часто gan uz visām мы citām lietām. закрываем глаза на духовные болезни и идем дальше? Kāpēc mēs ļoti bieži pievaram acis uz garīgām slimībām un ejam tālāk? Почему? Kāpēc? Почему не оставляем важные дела, чтобы лечиться от этой духовной болезни? Kāpēc mēs neatstājam šīs svarīgās lietas, lai dziedinātos un ārstātos no šīs garīgās slimības? Духовные болезни требуют свое внимание, точно так же, как физические болезни требуют внимания. Garīga slimība tāpatās pieprasa savu uzmanību kā fiziskas slimības. Поэтому сегодня я, чтобы мы увидели, Tāpēc šodien es gribu, lai mēs если ieraugam, пропало это желание, ja ir pazuduši šī если vēlēšanās, пропал жажду ja ir pazudušas встречи с slāpes, Богом, tikties ar Dievu, и мы просто можем идти днями, неделями и даже не думать об этом, un mēs dienām un nedēļām varam iet un pat nedomāt par to, и мы наслаждаемся тем, что мы что-то делаем для Бога, un mēs baudam to, ka mēs darām kaut ko и priekš это Dieva, заменяет наше время с Ним, un tas aizvieto mums mūsu laiku ar viņu. Бог сегодня хочет говорить тебе. Dievs šodien grib tev teikt, Время для исцеления. tas ir laiks dziedināšanai. Аминь. Amen. Время для исцеления. Tas ir laiks dziedināšanai. Может быть, это неприятный разговор. Varbūt tā nav patīkama saruna, Никогда неприятно, когда ты слышишь диагноз. jo nekad jau nav patīkama, ka tu dzirdi diagnozi. Это правда, нет? Tas tā ir, Когда ты сдаешь анализ, ka tu nodod analīzes. ты хочешь слышать результат анализа, все положительно. Tu gribi dzirdēt analīžu rezultātu, ka viss ir kārtībā, viss ir pozitīvi. Так или не так? Tā ir vai nav? Но, увы, Bet, diemžēl, не всегда nevienmēr мы слышим, что все хорошо. mēs dzirdam, ka viss ir kārtībā. И когда все нехорошо, Un kad viss nav kārtībā, рецепт пишется. tad tiek izrakstīta recepte. Поэтому сегодня Бог хочет дать нам рецепт. Tāpēc šodien Dievs mums grib dot recepti. Аминь. Amen. So Он хочет, чтобы мы жаждали встречи с Ним. Ka viņš grib, lai mēs slāpstam pēc tikšanās ar И viņu. ставили это выше всего в нашей жизни. Un noliekam to augstāk par visu mūsu dzīvē. Это не означает, что мы ничего другого не делаем. Tas nenozīmē, ka mēs neko citu nedaram. Это просто говорит о том, что у нас есть приоритет. Tas vienkārši runā par to, ka mums ir prioritātes. День, в течение дня у нас есть главный приоритет. Dienas laikā mums ir galvenās И это prioritātes. приоритет, это встречи, моя встреча с Богом. Un Моя šī встреча с Богом. prioritāte ir mana tikšanās Это ar Dievu. приоритет. Tā ir prioritāte. Аминь. Давайте откроем, мы это читали вчера, 2 Коринфянам, Atvērsim otro vēstuli korintiešiem. 3 глава, 18 стих. 3. nodaļu 18. pantu. 2 Коринфянам Otrā vēstule korintiešiem 3, 18. 3.18. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožumu uz spožumu. To dara tā kunga gars. Но смотрите, это местописание объединяет два цели христианской жизни. Redziet, šī rakstu vieta viņa apvieno divas kristīgās dzīves mērķus.
Тут говорится о том, что мы постоянно преображаемся. Te ir runa par to, ka mēs pastāvīgi mainamies. Аминь. Amen. Скажи, преображаемся. Pasaki mainamies. Скажи, преображаемся. Pasaki mainamies. Какова воля Божья для нас? Kāda ir Dieva griba priekš Чтобы я mums? преображаться Lai es mainītos постоянно. pastāvīgi. Но тут мы видим, каким образом это преображение Bet происходит. te mēs varam redzēt, kādā veidā šīs pārmaiņas notiek. Во-первых, это преображение происходит от Господня Духа. Pirmkārt, šīs pārmaiņas notiek no tā kunga gara. Я это уже говорил. Es jau to teicu. Я не могу менять даже сам себя. Es nevaru izmainīt pat pats sevi. Тем более кого-то другой менять. Vēl jau vairāk kādu citu. Кто из вас себя может менять? Kurš no jums var Но izmainīt ты можешь sevi? принять решение. Я не буду больше так делать. Nu, tu vari pieņemt lēmumu, es vairs tā nedarīšu. Ну и хорошо, прошло Nu, неделю. labi, pagāja nedēļa, И ты опять туда же. un tu atkal dari to Или ты pašu. говоришь, Vai arī tu saki, я буду это делать. es to darīšu, И ты делаешь это 2 недели. un tu to darīji 2 nedēļas, И опять же un пропал atkal желание. pazuda vēlēšanās. Вы знаете, что так происходит? Jūs zināt, ka tā notiek? Может быть, у вас такое не происходит. Varbūt jums tā nenotiek. У всех так происходит. Visiem tā notiek. Так происходит. Tā notiek. Почему? Kāpēc? Недостаточна сила воли. Tāpēc, ka nepietiek ar gribas Если spēku. бы достаточно была сила воли, Ja pietiktu ar gribas мы spēku, в Боге не нуждаемся. mums Dievs nebūtu vajadzīgs. Amen. Amen. Библия говорит, что это не от человека, чтобы никто не хвалился. Bībele saka, ka tas nav no cilvēka, lai neviens nevarētu lielīties. Это Божья благодать, чтобы мы не хвалились, что это я сделал. Я принял решение, я это сделал. Tā ir Dieva žēlstība, lai mēs nevarētu lielīties, ka es pieņēmu lēmumu un es to izdarīju. И то же самое по отношению к людям. Un tieši tas pats attiecībā pret Почему cilvēkiem. нужно молиться за других, Kāpēc если ir ты видишь jālūdz par проблемы? citiem, ja tu redzi problēmu viņiem? Потому что если ты можешь просто пришел поговорить и сам себе, и все накачать, и все, и они изменились, и говорят, возможно, какой я. Jo, ja tu, piemēram, pats varētu aiziet pie šī cilvēka, izrunāties ar šo cilvēku, un cilvēks pēc tavas sarunas izmainās, tu varētu teikt, lūk, kāds es esmu varonis. Я умею менять людей. Es varu mainīt cilvēkus. Кто из вас знает, что он не умеет менять людей? Kurš no jums zina, ka viņš nevar mainīt Бог cilvēkus? может. Dievs var. Поэтому мы всегда должны видеть это. И Un мы mums видим vienmēr здесь, tas ir jāredz. Un что šeit мы mēs меняемся redzam, от Господня Духа, ka mēs mainamies no tā kunga gara, но как Дух Святой нас может менять? bet kā svētais gars var mūs Мы должны mainīt? Ему позволять. Mums ir viņam jāļauj. Бог не насилует. Dievs nav Если ты не vardarbīgs. позволяешь Богу, Он тебя не изменит никогда. Ja tu Dievam neļaus, viņš to nekad neizmainīs. Аминь. Amen. Поэтому, когда речь идет об изменении или преображении, есть роль, которую играет Бог, и есть роль, которую мы с вами играем. Tāpēc, tad, kad runa iet par pārmaiņām, ir loma, ko spēlē Dievs, un ir loma, ko spēlējam mēs paši. Какую роль мы играем? Kādu lomu mēs spēlējam? Как мы позволяем Ему это делать? Kā mēs viņam ļaujam to darīt? Мы взираем на славу Господню. Mēs raugamies uz tā kunga Скажи, godību. взирать на славу Господню. Pasaki raudzīties uz Мы tā kunga приходим в godību. Его Mēs присутствие. nākam viņa Мы klātbūtnē. смотрим на Него. Mēs skatāmies uz Мы viņu. общаемся с Ним. Mēs runājam ar Мы viņu. Mēs говорим с kontaktējam ar Ним. viņu. Мы уделяем Ему Mēs время. iedalām viņam laiku. Аминь. Amen. Тихо здесь очень. Klusi šeit ļoti. Так, следующая мысль. Nākamā doma, И исходя из этого местописания, которое мы видели. kas izriet no šīs raksturvietas, kur mēs tikko So, lasījām. качество наше время уединения с Богом в значительной мере формирует другие сферы нашей жизни. Ka mūsu sadraudzības laika kvalitāte, ko mēs pavadam ar Dievu, zināmā mērā veido vai formē arī mūsu citas dzīves sfēras. Аминь. Amen. Поэтому тут не вопрос просто о духовной жизни. Это не только о духовной жизни. Tāpēc šeit nav runa tikai par garīgo dzīvi. Это влияет Tas ietekmē на все другие сферы моей и твоей жизни. visas citas sfēras manā un tavā dzīvē. Аминь. Amen. То, что влияет на дух человека, Jūs ziniet, ka tas, kas ietekmē cilvēka garu, будет влиять на все остальные сферы его жизни. ietekmēs arī visas pārējās viņa dzīves sfēras. Если твой дух легко можно сломать, Ja tavu garu viegli var salauzt, ты мало что ты можешь принести. tad tu ļoti maz ko vari panest. Это правда, да? Tā ir taisnība. Но если у тебя сильный дух, Bet ja tev ir stiprs gars, ты сможешь приносить много скорби, tu varēsi panest daudz bēdu, и ты стоишь. un tu stāvēsi. Аминь. Amen. И ты радуешься. Un tu priecāsies. Аминь. Amen. И ты благодаришь. Un tu pateiksies. Почему? Kāpēc? Потому что дух твой силен. Tāpēc, ka tavs gars ir stiprs. Ты не можешь обмануть себя. Tu nevari piemānīt Если у sevi. тебя дух слабый, Ja tev gars ir vājš, ты можешь одевать маску. tu vari uzlikt masku,
и улыбаться, чувствовать себя сильным, un smaidīt un justies но spēcīgs, на самом деле ты сломленный человек. bet patiesībā tu esi salauzts cilvēks. Это правда или нет? Tā ir taisnība vai nē? Как укреплять свой дух? Kā stiprināt savu garu? Как делать свой дух сильным? Kā darīt savu garu stipru? Взирая на славу Господня, Raugoties uz tā kunga мы godību, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. mēs mainamies no slavas slavā kā no tā kunga gara. Поэтому очень важно увидеть это, что качество, время, которое я провожу с Богом, влияет на другие сферы моей жизни. Tāpēc šī laika kvalitāte, ko mēs pavadām ar Dievu, viņi ietekmē visas citas manas dzīves sfēras. Например, Piemēram, наличие радости prieks или мира vai в miers, моей жизни kas ir manā dzīvē, зависит много от того, провожу ли я ежедневно и регулярно время с Богом или нет. lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, vai es pavadu regulāru laiku ar Dievu vai nē. Кто знает, что наша радость и наше счастье не должен зависеть от того, что вокруг нас происходит. Kurš zina, ka mūsu prieks un mūsu laime nedrīkst būt atkarīgi no tā, kas notiek ap mums? Кто это знает? Kurš to zina? Вы верите, что это так должно быть? Jūs ticat, ka tam tā В vajadzētu būt? идеальном случае. Nu, ideālā gadījumā. Да? Jā? В идеальном случае, если я верующий, Ideālā gadījumā, ja es esmu ticīgs cilvēks, то, что происходит вокруг меня, tas, kas notiek ap mani, не должно влиять на состояние моего духа. tam nevajadzētu ietekmēt manu garu. Это правда, да? Tā ir. Иначе Бог бы не сказал, радуйся, когда ты попадаешь в различные искушения. Jo savādāk Dievs nebūtu teicis, lai tu priecājies tad, kad tu krīti dažādās kārdināšanās. Потому что я не смогу радоваться. Jo es nevarēšu priecāties. Иногда иначе Иисус бы не сказал, когда вас гонят, когда вас злословят, радуйтесь. Мы не можем это делать. Jo savādāk Jēzus neteikt, tad, kad jūs vajā vai tad, kad runā ļaunu par jums, priecājieties. Mēs nevarētu to darīt. Если бы все, что происходит вокруг нас, влияло бы, должно было бы повлиять на состояние нашего духа. Ja viss, kas ir ap mums, ietekmētu mūsu garu, Поэтому, если мой дух не укреплен в Божьем присутствии, я это не занимаюсь постоянно, регулярно, я не смогу иметь радость и мир, который Бог предназначил для меня. tāpēc, ja mans gars nav stiprināts ar tā kunga klātbūtni, ko es iegūstu šajā sadraudzības laikā, tad manī nevarēs būt prieks un miers, ko es saņemu no tā kunga. Окей, это атмосфера. Tā ir viena sfēra. Допустим, сейчас мы здесь, правда, да? Tagad mēs esam šeit. На богослужение. Mēs Это esam правда? dievkalpojumā. Мы на богослужение. Mēs esam Кто из вас dievkalpojumā. ожидает, чтобы Бог встретится с нами здесь? Kurš no jums gaida, lai Dievs satiekās ar jums šeit? Кто из вас знает, что Бог встречается с нами в зависимости от того, насколько мы его ждем? Kurš no jums zina, ka Dievs tiekās ar mums, šī tikšanās ar Dievu ir atkarīga no tā, cik mēs viņu gaidām? Окей, другой вопрос. Кто из вас знает, Kurš no jums что мы zina, можем по привычку приходить в церковь ожесточенном сердце? ka mēs varam ieradumu pēc nākt uz draudzi ar apcietinātu То есть sirdi? сердце ожесточен, Tad sirds ir но у меня apcietināta, есть привычка каждое воскресенье идти в церковь, я иду. bet man ir ieradums katru svētdienu nākt uz draudzi un es nāku. Вы знаете, что такое Jūs воскресенье? zinat, ka tas ir iespējams. Это происходит. Un tā notiek. Потому ты пришел Tāpēc tu atnāci по привычку. pēc ieraduma. Сердце, короче, ожесточен чем-то. Sirds ir apcietināta ar kaut ko. И ты пришел Un tu и atnāci ушел. un aizgāji. И пришел, Atnāci и ушел. un aizgāji. Пришел Atnāci и un ушел. aizgāji. Все, что происходит, Viss, kas в notiek, значительном мере zināmā не mērā, касается тебе. tevi neskar. Бог не может говорить тебе, Dievs nevar runāt uz Бог не tevi. может пробиваться к тебе, Dievs nevar tikt pie потому что tevis, сердце жестокий, jo tava sirds ir ну или ожесточен apcietināta чем-то, ar kaut но у ko, тебя привычка. bet tev ir ieradums Ты идешь nākt, в церковь. un tu nāc uz draudzi. Аминь. Amen. Now, когда мы, представьте другую картину, я хочу, чтобы вы увидели это, как общение с Богом регулярно, оно влияет на нашу сферу, другую сферу нашей жизни, да? Es gribu, lai jūs ieraugtu, ka šī laika pavadīšana ar Dievu, viņi ietekmē mūsu dzīves citas sfēras. Представьте, Iedomājieties, что каждый день
ka katru dienu, regulāri, каждый из нас, katrs no mums, мы встречаемся с Богом, mēs tiekamies ar Dievu, мы жаждем Бога, mēs slāpstam pēc мы Dieva, общаемся с Богом, mēs kontaktējam ar Dievu, мы с нетерпением ждем Его встречи с Ним. mēs ar nepacietību gaidām tikšanos ar viņu. Когда мы сходимся вместе, как вы думаете, что будет? Kad mēs sanākam kopā, kā jūs domājat, kas būs? Я слышу вас. Es klausos jūs. Интересно, такие тихо. Jūs esat tik ļoti klusi šodien. Я что-то не понял. Es kaut ko nesaprotu. Может быть, я не то говорю. Varbūt es nerunāju pareizas lietas. Неинтересно, да? Nav interesanti, ja? Бог легче к нам придет в таком качестве. Dievam būs vieglāk atnākt pie mums. Вы знаете почему? Kāpēc? Потому что встреча с Богом Tāpēc, ka tikšanās ar делает Dievu мое сердце мягким, dara manu sirdi mīkstu, чувствительным. jūtīgu. Amen. Amen. Если мое сердце мягкий, чувствительный. Un ja mana sirds būs Твое maiga un сердце jūtīga, мягкий, чувствительный. tava sirds būs maiga un Ее jūtīga. сердце мягкий, Viņa sirds būs чувствительный. maiga un И мы jūtīga. все приходим Un mēs вместе. visi sanākam kopā. Мы легко можем Бога. Да Бог легко может прийти к нам. Dievs varēs viegli atnākt pie mums. Amen. Amen. Это влияет. Tas ietekmē. Это влияет. Tas ietekmē. Вы знаете, это ощущается Jūs ziniet, tas ir на jūtams. разные встречи. Я знаю, Dažādās что tikšanās. вы знаете это, да? Jūs zinat to. По крайней мере, у меня есть это понимание. Katrā ziņā man ir šī sapratne. Когда я посещаю разные места Kad es apmeklēju dažādas и vietas встречаюсь с разными группами людей, un tiekos ar dažādām cilvēku grupām, скажу вам честно, es teikšu jums godīgi. Божье присутствие проявляется по-разному. Dieva klātbūtne izpauž dažādi. И не в зависимости от того, как я к этой встрече готовился. Un neatkarīgi no tā, kā esmu gatavojies šai tikšanās reizei. Amen. Amen. Потому что это зависит не только от проповедующего. Tāpēc, ka tas nav atkarīgs tikai no sludinātāja. Вы согласны с этим? Jūs piekrītat tam? Это зависит. То же самое с Богом. Это все от Бога не зависит. Tieši tas pats ar Dievu. Viss nav no Dieva Много atkarīgs. что от меня зависит. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no Читайте manis. Библию. Lasot Иисус Bībeli. приходит домой к свой город. Jēzus Назарет. atnāca uz mājām savā Библия pilsētā, говорит, что он не мог un Bībeli saka, ka viņš nevarēja ничего neko там делать. tur darīt. Там не написано, что он не хотел. Tur nav rakstīts, ka viņš negribēja. Там не говорится, что у него нет силы это делать. Tur nebija rakstīts, ka viņam nebija spēka to darīt. Он не мог. Viņš Почему nevarēja. не мог? Kāpēc viņš Потому что nevarēja? люди, Tāpēc, ka они не cilvēki, верили. viņi Что такое neticēja. неверие? Ko Это nozīmē состояние neticēja? сердца. Tas ir sirds Это stāvoklis. ожесточенное Tā ir сердце. apcietināts Это sirds. нечувствительное сердце. Tā nav jūtīga sirds. Amen. Amen. И поэтому он пришел, Un tāpēc viņš Jo viņš atnāca, to nemog un viņš neko Он nevarēja просто darīt. ушел. Un viņš vienkārši aizgāja. ушел. Aizgāja. Бог может приходить к тебе Dievs var atnākt pie tevis и уйти. un aiziet. И ничего не мог Un делать. viņš neko nevar darīt. Почему? Ты Kāpēc? нечувствительный. Tāpēc, ka tu neesi Откуда у jūtīgs. тебя чувствительность? No kurienes tev šī jūtība Потому что atnāk? ты привыкаешь, ты проводишь время в его Tāpēc, ka присутствии. tu pierodi, tu pavadi laiku viņa klātbūtnē. Мы преображаемся Mēs mainamies в Божье присутствие. Dieva Но klātbūtnē. дьявол хочет нас обмануть. Bet Sātans grib mūs И pievilkt. плоть хочет нас обмануть. И плоть. Un miesa grib mūs pievilkt. Что мы любим Бога, Ka mēs mīlam Dievu, даже если мы не проводим с ним pat ja время. mēs nepavadam laiku ar Мы viņu. любим Бога. Mēs mīlam Dievu. Самое главное дела. Pats galvenais ir darbi. А Иисус приходит и Bet говорит, Jēzus atnāk un saka, знаешь что? zini ko? Я знаю дела твои. Es zinu tavus darbus. Я знаю ревность твою. Es zinu tavu dedzību. Но у меня что-то против тебя. Bet man ir kāda lieta pret У тебя tevi. нету первая любовь. Tevī nav pirmās Ты mīlestības. потерял его. Tu esi zaudējis to. Amen. Amen. Вернись к нему. Atgriezies pie tās. Вернись к нему. Atgriezies pie tās. Культивировать его. Kultivē to. Потому что это защищает твое сердце. Jo tas pasargā tavu Это sirdi. защищает твое отношение с Богом. Tas pasargā tavas attiecības ar Это Dievu. помогает тебе оставаться в правильном курсе. То есть это не сбиться с дороги. Tas palīdz tev noturēt pareizo kursu un nenovirzīties no Потому ceļa. что в конце концов, Jo galu galā главная цель христианской жизни galvenais kristīgas dzīves познание mērķis ir Бога Dieva и iepazīšana преображение в его образ. un mainīšanās viņa Что бы līdzībā. это ни означало, Lai ko tas arī это nenozīmētu, самое главное. tas ir pats galvenais. Все остальное Viss пару pārējais, степенное. tas ir otršķirīgs. Amen. Amen. Мы говорим о привычных местописаниях. Mēs runājam par ierastām raksturvietām. Привычные местописания. Par ierastām raksturvietām. Почему? Потому что эти местописания, мы знаем их. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām šīs Но raksturvietas. побуждают ли нас эти местописания применить что-то в свою жизнь? Bet vai šīs raksturvietas kaut ko mudina mums pamainīt savā dzīvē? Когда Иисус говорит, Kad Jēzus teica, я вас не знаю. es jūs nepazīstu.
Вы делали много, Jūs daudz darījāt, я вас не знаю. bet es jūs В чем nepazīstu. проблема? Kur bija В problēma? том, что они не делали что-то. Tajā, ka viņi kaut ko Да nedarīja. нет, они делали Nē, много. viņi darīja, viņi daudz Исцеляли darīja. больных, Viņi dziedināja slimos, изгоняли viņi бесов, izzina ļaunos garus, творили благие дела. viņi darīja labus darbus. С этим все в порядке. Ar to viss bija kārtībā. Но в чем не было порядок? Bet kur tad nebija Я kārtībā? вас не знаю. Viņš teica, es jūs Мы не nepazīstu. знакомы. Mēs neesam Мы pazīstami. чужие. Mēs esam svešinieki. Почему чужие? Kāpēc svešinieki? Нету времени для них. Nav laika Dievam. Аминь. Не было это отношение. Nebija šo attiecību. Сегодня Бог говорит ко всем нам. Šodien Dievs saka katram no mums, Всем нам. visiem mums, Чтобы мы lai mēs проводили это время с ним. pavadītu šo laiku. Я viņu. чтобы ты делать оценку. Es gribu, lai tu novērtē, Оцени свою жизнь. lai tu izvērtē savu dzīvi. Вообще, если это возможно, ты мог бы делать это и построить графику. Vispār, ja tu varētu to izdarīt, tu varētu izveidot grafiku. Когда ты покаялся Tad, kad tu nožēloji и grēkus, дал балл в 10-бальном системе, un 10 balvu sistēmā, рисуй график. Вот, допустим, ты Zīmē покаялся в grafiku. 90 году. piemēram, tu nožēloji grēkus 90. gadā, Извините, математику чуть-чуть сделаем, да? drusītīgi matemātiku Смотрите paņemsim. сюда. Paskatieties. Есть ось X Ir X as и есть ось Y. un Y as. Представьте. Iedomājieties. Аминь. Amen. На ось X Uz X as рисуй год. saliec gadus. В 90 году, 90. gads, 91., 91. gads, 92., 92. gads, 93. Если ты gads. хочешь, ты можешь это делать по месяцам, да? Ja tu gribi, tu vari to salikt pa mēnešiem. Это для тех, которые реально хотят что-то, просто анализировать. Tas ir tiem, kuri reāli grib kaut ko analizēt. Это называется диагностика. Tā saucas diagnostika. Без диагностика невозможно узнать состояние чего-либо. Bez diagnostikas nav iespējams izprast stāvokli, jebkam. Аминь. Amen. Я ехал спокойно на свою машину. Es braucu mierīgi ar savu mašīnu, Диагностику не было сделано. un diagnostika nebija veikta. И машину просто взял и сломался. Он Там, машина- где я меньше всего его ожидал. Vienkārši ņēma un salūza tajā vietā, kur es vismazāk to gaidīju. Плохо? Slikti. Плохо. Slikti. Почему? Kāpēc? Диагностику. Diagnostika. Потому что это время, Jo tas ir laiks, это деньги. tā ir nauda. Аминь. Amen. Дорого. Dārgi. Пугает. Biedē. Поэтому иногда мы пугаемся от диагностику. Mēs dažreiz bīstamies no šīm diagnostikām, Но он необходим. bet tās ir nepieciešamas. Поэтому ос год Tāpēc uz X as gadi и на ос Y un uz Y as ставь баллы. saliedz šīs 0 balles vai 1, 2, punktus, 3, 4 vērtējumu do punktus 10. 1, 2, 3, 4, 5 līdz 10. и смотри, Un skaties, по какой показатель ты можешь себе дать. Когда ты только что покаялся. kādus rādītājus tu vari sev dot? Tad, kad tu tikko nožēloji Когда ты только grēkus. что покаялся, возможно, твою, это, наверное, 9, но 10 не дам никому, да? Tad, kad tu tikko nožēloji grēkus, tas acīm redzot varētu būt 9, 10 nedosim. Ну, или 8, Nu, varbūt 8. да? Ja? Вот, допустим, если ты покаялся в 90 году, пиши 90 год, твое отношение с Богом, то есть время, скала, время уединения 8. Un, ja tu, piemēram, nožēloji grēkus 90. gadā, tad uz šīs Y kas tu ieliec punktiņu pie 8. Почему? Kāpēc? Горел, Tu degi, любил, tu mīlēji, жаждал, tu slāpi, читал, tu lasīji, искал, meklēji, говорил. runāji, Аминь. Радость. prieks, Проблем нет. problēma nav. Аминь. Amen. Бог со мной. Dievs ir ar Мне mani. ничего не страшно. Man no kā nav bail. Правильно? Pareizi. Все могу. Visu varu. Укрепляйте меня, Иисусе. Tā ir kungā, kas mani stiprina. Это у кого из вас был такой? Kuram no jums tā bija? Если ты реально пережил Бога, у Ja тебя tu был reāli такой. pārdzīvoji Dievu, to tā И bija. посмотрим, что было после Un полгода. skatāmies, kas notika tālāk. Делай себе балл. Ieliec sev balvas. Через год делай Pēc балл. gada ieliec sev И atzīmes. Pēc сегодня, gada. 2012 Un год, šodien, 2012. gadā, пожалуйста, ставь себе балл. ieliec sev šo atzīmi. Сколько бы ты себе сейчас дал? Cik tu sev šobrīd dotu? Еще раз 8? Vēlreiz 8. Слава Богу. Slāva Dievam. Если меньше, Ja mazāk, нет проблем. nav problēma. Это диагностика. Tā ir diagnostika. Может, это не время, это не для осуждения, это просто диагностика. Tas nav nosodījumam tā, vienkārši ir Чтобы diagnostika. ты знал реальную картину твою духовной жизни и духовное состояние. Lai tu zinātu savas garīgās dzīves reālo ainu un reālo stāvokli. И когда ты это уже узнал, Un tad, kad tu to būsi uzzinājis, что делать
дальше? Ko darīt tālāk? Какое будет твое желание? Kāda būs tava vēlēšanās? Ставь желание выше. Ставь желание ставить, чтобы поднять это уровень. Noliec šo vēlēšanos, ka tu gribi pacelt šo līmeni. Аминь? Amen? И мы поговорим сейчас о Un mēs других вещах. parunāsim tagad par šīm lietām. Это просто для, как это назвать? Диагностика. Tas bija šeit diagnostikai. Вы еще со мной все? Jūs vēl esat ar mani? Вы все со мной? Visi esat ar mani? Окей. Одной из причин, почему нам тяжело, Viena no lietām, kāpēc mums ir smagi, почему мы боремся kāpēc mēs за cīnāmies временное уединение, šajā sadraudzības laikā, par šo sadraudzības laiku, это то, что я уже говорил. tas ir tas, ko es jau teicu. Из-за неправильного понимания того, как он должен выглядеть, как должен выглядеть время уединения. Dēļ šīs nepareizās izpratnes par to, kā būtu jāizskatās šim sadraudzības laikam. Аминь? Amen? И потом я, чтобы мы открыли книга Исход, Un tāpēc es gribu, lai mēs atveram 2. Mūzes grāmatu, 33 глава. 33. nodaļu. Исход 33 глава. 2. Mūzes 33. И мы nodaļa. будем читать 7 по 11 Un стих. mēs lasīsim no 7. līdz 11. pantam. Смотрите, очень важный момент. Redziet, ļoti svarīgs moments. Всякий раз, Katru reizi, когда мы что-то делаем, kad mēs kaut ko darām, только из ума, а не tikai, из сердца, izējot no prāta, un nevis рано no или sirds, поздно, tad agrāk vai vēlāk, мы сойдем в тупик. mēs nonāksim strupceļā. Вы знаете почему? Jūs zināt, kāpēc? Жизнь должна исходить от сердца, а не из ума. Tāpēc, ka dzīvībai ir jānāk no sirds un nevis no prāta. Вы согласны с нами, да? Jūs piekrītat tam? Можно это, микрофон читать это место? Es gribu palūgt mikrofonu, Okay. izlasīt šo raksturvietu. Окей, yes, love it. Мы будем читать это. То есть это момент, который я особенно увидели, да? Tātad tas moments, ko es gribu, lai mēs šeit ieraugam. Бог говорит, но Иисус осудил фарисеев, потому что у них есть многие вещи, но то, что они делали, не из сердца исходило. Jo Jēzus nosūdīja farizējus, jo viņi darīja daudz lietas, bet tas, ko viņi darīja, tas nenāca no viņu sirds. Давайте посмотрим, как выглядит, Paskatīsimies, kā или izskatās, как должно выглядеть vai kā būtu jāizskatās время уединения. šim sadraudzības laikam. Аминь? Amen? Потому что можно говорить, тебе надо время уединения. Tāpēc, ka var teikt, tev Тебе надо vajadzīgs время sadraudzības уединения. laiks, tev А vajadzīgs вообще, как sadraudzības это laiks. выглядит? Bet kā izskatās? Как качественное время уединения выглядит? Kā izskatās kvalitatīvs sadraudzības Мы laiks? должны иметь картину, Mums ir jābūt šai чтобы мы ainai, могли сравнить. lai mēs varētu to salīdzināt. Аминь? Amen? Мы будем сейчас читать пример Моисея. Mēs tagad lasīsim Mūzes piemēru. И я хочу показать 5 выводов. Чтобы мы увидели 5 выводов из жизни Моисея. Un es gribu pēc tam parādīt 5 secinājumus, lai mēs tos ieraugam no Чтобы Mūzes это было dzīves. модель для нас. Un lai tas būtu kā modelis priekš Итак, mums. откроем, да? Tad atvērsim 2. Mūzus 33 глава 33. nodaļu и 7 по 11 no стих. 7. līdz 11. pantam. Взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный, и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан. А служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Аллилуйя. Now, вы знаете, что Моисей и во все Писания люди встречали регулярно с Богом. Jūs zināt, ka Mūzus un cauri visai Bībelē vispārējie cilvēki, viņi regulāri satikās ar Dievu. Некоторые из них были такой,
драматичные встречи. Dažiem no viņiem bija tāds dramatisks Например, tikšanās. встреча на горе Синай. Это была драматичная встреча. Piemēram, tikšanās Sinai kalnā, tā bija dramatiska tikšanās. Дым, Dūmi, громкий голос, skaļa balss, молния. zibeņi. Или, допустим, встреча Исаия с Богом в храме, Vai arī Iesai tikšanās ar Dievu templī, где он видит херувими, да? kur viņš redzēja šos ķerubus. И можно было говорить, но мы не можем такие встречи. Un varētu teikt, mēs nevaram tādas tikšanās Но piedzīvot. здесь мы видим очень интересные встречи. Bet šeit mēs redzam ļoti interesantu Это tikšanos. обычная, Tā ir parasta регулярная Регулярно. встреча Моисея с Богом. Mūzus tikšanās ar Dievu. Это не то, что слишком драматично и неповторим. Tas nav kaut kas tāds ļoti dramatisks un Это neatkārtojams. образец для нас. Tas ir paraugs priekš И это, mums. чтобы мы увидели 5 моментов Он в из- этом отрывке. Es gribu, lai mēs ieraugam 5 lietas šajā Что Бог raksturvietā. хочет, как Бог хочет, чтобы мы видели время провождения с Ним. Kā Dievs grib, lai mēs redzam šo sadraudzības laiku ar viņu? Первое, что мы видим Pirmais, здесь, ko mēs šeit redzam, это то, что Моисей регулярно встретился с Богом. ir tas, ka Mūzus regulāri satikās ar Dievu. Аминь. Amen. Мы видели это слово. И когда Моисей, 8 стих, и когда Моисей входил к скинии, Un mēs redzam šos vārdus, un 8 стих, первый час. ik reiz, kad Mūzus gāja uz šo telti. Это слово «когда» очень сложно увидеть это в смысле, но мне нравится то, что по-латински всякий раз, так написано на английском, всякий раз, когда Моисей входил в скинии. Tātad Krievu bībelē šis tulkojums varbūt nav tik veiksmīgs, jo tur ir teikts, kad Mūzus gāja uz šo telti, bet latviešu valodā teikts ik reizes, vai katru reizi, kad Mūzus gāja uz šo То есть telti. встреча с Богом для Моисея был постоянно. Tas nozīmē, ka šī tikšanās ar Dievu Mūzum bija Бог бы pastāvīga. не сказал, если бы это, Библия бы сказала, иногда, когда Моисей встретится с Богом. Jo, ja tas tā nebūtu, Bībelē teikt, ka dažreiz, kad Mūzus gāja satikties Но ar Dievu, тут говорится, всякий раз, когда он встретится с Богом. bet te ir teikts ik reiz, kad viņš gāja satikties ar Dievu. Он так часто встретился с Богом, что эта скиния называлась скинию собрания. Viņš tik bieži nāca uz šo telti satikties ar Dievu, ka šī telts tika saukta par sanākšanas telti. Вы видите, да? Saiešanas 7 telti. стих. Моисей же 7. взял пантā. и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвали его скинию собрания. Redzat, 7. pantā, tad Mūzus ņēma telti un uzcēla to tālu ārpus nometnes un nosauca to par saiešanas telti. Если бы он редко там назвал, это заходил, можно бы это назвать скинией собрания. Это место встречи. Ja viņš reti uz turiem būtu nācis, vai to varētu būt bijis nosaukt par saiešanas telti, То есть он постоянно встретится с tad Богом. viņš pastāvīgi satikās ar Dievu. Что мы видим здесь? Ko mēs šeit Мы redzam? видим, что Бог может встречаться с людьми. Mēs redzam, ka Dievs var satikties ar Бог cilvēkiem. хочет встречаться с людьми. Dievs grib satikties ar Бог с нами cilvēkiem. хочет встречаться. Dievs grib tikties ar И mums. в Ветхом Завете мы видим это образ. Un vecajā derībā mēs redzam šo līdzību. Аминь. Amen. И вопрос. Un jautājums. Бог встречается Dievs с satiekās Моисеем. ar Mūzu. Что произойдет с этой встречей? Kas notika pēc šīs Как часто он tikšanās? хочет со мной встречаться? Cik bieži viņš grib tikties ar Задайте себе mani? вопрос. Uzdodiet sev Как jautājumu. часто Бог хочет со мной встречаться? Cik bieži Dievs grib ar mani satikties? Что произойдет во время этой встречи? Что я буду делать на встрече с Богом? Kas notiks šīs tikšanās reizes laikā? Kas man ir jādara šajā laikā? Если я встречусь с Богом, что там произойдет? Ja es satikšos ar Dievu, kas tur Что меня notiks? ожидать Ko man tur во gaidīt время встречи с Богом? no šīs tikšanās laika ar Читаем Dievu? дальше. Lasam tālāk. Второй мысли, который я себе Otra увидел, doma, ko es gribu, lai mēs ieraugam, что эта встреча происходила за предела стана. ka šī tikšanās notika ārpus nometnes. Библия говорит, что он поставил себе это вне стана, вдали от стана. Jo 7. pantā ir teikts, ka Mūzes uzcēla telti tālu ārpus nometnes. В стане существует столько много отвлекающих факторов. Nometnē bija tik daudz lietu, kas novērs uzmanību. Много факторов, которые нас мог бы отвлекать. Daudz faktoru, kas varētu novērst mūsu uzmanību. И Бог не хочет, чтобы мы отвлекались, когда мы встречаемся с Un Ним. Dievs negrib, lai mēs novēršam savu uzmanību, kad mēs satiekamies ar viņu. Если мы хотим встретиться с Богом, Ja mēs gribam satikties ar Dievu, мы должны встретиться с Ним в одиночку, вдали от стани, Mums ir- вдали от суеты. jāsatiekas ar viņu vienatnē, tālu no šīs nometnes, tālu no šīs ikdienas skriešanas, Вдали от
всякий шум этого мира. Tālu no dažādiem šīs pasaules trokšņiem. Amen? Amen. Бог не хочет, чтобы мы встречались с Ним в суете, Dievs negrib, lai mēs ar viņu satiekamies šajā mūžīgajā skriešanā, в беготне, šajā skriešanā, в неподготовленном состоянии. nesagatavojušies. Amen? Amen. Он хочет, чтобы мы подготовили себя для встречи с Ним. Viņš grib, lai mēs sagatavojam sevi šīm tikšanās reizēm ar viņu. Аллилуйя. Следующее, что я чтобы мы увидели. Nākamais, ko es gribu, lai mēs ieraugam, Моисей входил в шатер для встречи с Богом. Он встречался с Богом. Mūzus gāja šeit teltī, lai satiktos ar Dievu. Ты говоришь, что это означает? Tu saki, ko tad tas nozīmē? Я объясню, что это Es tūlīt означает. paskaidrošu, ko tas То nozīmē. есть, когда он туда входил, Tad, kad viņš tur ienāca, он не находился там сам с собой. viņš tur neatradās pats ar sevi. Бог встретился с ним. Давайте посмотрим. Dievs ar это. viņu satikās, paskatīsimies Когда to. же Моисей входил в скинию, тогда спустился столб облачный. 9. pāns. Un notika ik reiz, kad Mūzes iegāja teltī, nāca mākoņu staps. Как только Моисей подошел или входил в этот шатер, Бог подошел. Tik līdz Mūzes pienāca pie šīs telts vai iegāja šajā teltī, Dievs atnāca. Вы видели эту картину, да? Jūs redzat šo ainu? Почему он бежал туда? Kāpēc viņš skrēja uz Потому что turieni? Бог приходил. Tāpēc, ka Dievs Если atnāca. бы он просто приходил туда и просто проводил время, вот как иногда мы проводим время уединения, да? Ja viņš vienkārši būtu atnācis un vienkārši pavadījis laiku, kā mēs ar jums pavadām šo sadraudzības laiku dažreiz, Составляй себе читать. piespiestu sevi lasīt, Потом составляй себе молиться. pēc tam piespiestu sevi lūgt, Потом говорить, слава Богу. pēc tam teikt И slavu ушел. Dievam un Но не aiziet. встретиться с Bet Богом. nebūtu saticies ar Dievu. Конечно, трудно будет потом. Protams, ka viņam būtu grūti pēc Что tam. мы делаем, когда мы говорим о время уединения? Это время, где мы обязательно хотим встретиться с Богом. Ko tad mēs darām, kad mēs runājam par šo sadraudzības laiku? Tas ir laiks, kad mēs noteikti gribam satikties ar Dievu. Это цель. Tas ir mērķis. Это встреча с Богом. Tā ir tikšanās ar Если Dievu. эта встреча не произошла, Ja šī tikšanās nav notikusi, цель не достигнута. tad mērķis nav sasniegts. Аминь. Amen. И многие люди могут проводить время уединения таким образом. Без встречи с Богом не достигает эта цель, поэтому скучно. Un daudz cilvēku šo sadraudzības laiku tā arī pavada nesasnieguši šo mērķi, nesatikušies ar Dievu, un tāpēc ir garlaicīgi. Поэтому что я скажу, нет смысла Tāpēc, ko es teikšu, nav jēgas времени уединения, šim sadraudzības если ты laikam. не настроен на то, чтобы встретиться с Богом. Ja tu neesi noskaņots uz to, lai satiktos ar Dievu, Нет смысла. nav jēgas. Можешь спать просто. Tu vari mierīgi pagulēt. Аминь. Amen. Если встреча с Богом не является главной целью. Ja tikšanās ar Dievu nav galvenais mērķis, Вы знаете, что Бог интересно говорит. jūs zināt, ka Dievs interesanti saka, Ищите, meklējiet, вы найдете. un jūs atradīsiet, Стучите, klauvējiet, отворите un вам. jums taps atvērts. Аминь. Amen. Просите, Lūdziet, дано будет un вам. jūs dabūsiet. Если мы имеем ожидание, Ja mums nav šī gaidīšana, и это ожидание, это встреча с Богом, ничего меньше. un šī gaidīšana ir tikšanās ar Dievu un nekas Господь, ничего mazāks, меньшего. kungs neko mazāku. Я не хочу просто читать Библию. Es negribu vienkārši palasīt Это не Bībeli. цель. Tas nav mērķis. Я не хочу просто молиться. Es negribu vienkārši Это не palūkt. мой цель. Tas nav mans Я хочу mērķis. встретиться с Es gribu тобой. satikties ar tevi. Аминь. Amen. Как ты встретиться с Моисеем? Kā tu satikies ar Mūzu? Кто из вас думает, что это достижим? Kurš no jums domā, ka tas ir sasniedzams? Меньше рук. Кто думает, что это Mazāk roku. достижим? Kurš no jums domā, ka tas ir sasniedzams? Давайте это ожидаем. Gaidīsim to. Ежедневная встреча с Богом. Katru ikdienas Как tikšanās только ar Моисей Dievu. вошел в шатер, Tik līdz Mūsu iegāja teltī, облако спустился. mākonis nonāca pie viņa. Конечно, это в Ветхом Завете. Protams, ka tā notika vecajā Это darbā. облако вел их в пустыне. Jo šis mākonis vadīja viņus pa Это tūkstnesi. облако знаком с ним. Это Божье явное присутствие. Šis mākonis bija ar viņiem, un tā bija acīm redzama Dieva klātbūtne. Аминь. Amen. Зачем мне встречаться с Богом? Kāpēc man satikties ar Аминь. Dievu? Или проводить время Vai уединения? pavadīt šo sadraudzības Если laiku? эта встреча не происходит. Ja šī tikšanās nenotiek. Откуда у меня мудрость появится, No kurienes man atnāk если skudrība? Бог молчит? Ja Dievs klusē. Аминь. Amen. Как вы думаете? Kā jūs Где мне domājat? брать мудрость? Kur man ņemt gudrību? Если Бог молчит, Ja не Dievs говорит. klusē un nerunā, Он должен говорить. viņam ir jārunā. Он должен вразумлять меня. Viņam ir mani Он должен jāmāca. учить меня. Viņam ir mani moj jāpamāca. otec. Viņš ir mans tēvs. Аминь. Amen. Я должен слышать его. Man ir jādzird viņš. Это и есть причина, почему нужно время уединения. Un tas arī ir iemesls, kāpēc ir vajadzīgs šis sadraudzības laiks. Может быть, мы не слышим Varbūt mēs nedzirdam и не ощущаем его присутствие. un nejūtam viņa klātbūtni. Потому что это не есть цель Tāpēc, ka tas nav mērķis этой уединения. šim sadraudzības laikam.
Может быть, мы не слышим и не ощущаем Его присутствие, Varbūt mēs viņu nedzirdam un nejūtam viņa klātbūtni, потому что мы сомневаемся tāpēc, ka mēs šaubamies, в том, что Он может с нами встретиться. ka viņš varētu ar mums satikties. Может быть, мы не слышим Varbūt mēs и nedzirdam не ощущаем un nejūtam Его присутствие viņa klātbūtni, из-за присутствия греха в нашей жизни. dēļ tā, ka mūsu dzīvēs ir grēks. Или просто из-за нашего невежества, Vai arī незнания. vienkārši dēļ mūsu nezināšanas. Незнание того, как это происходит. Nezināšanas par to, kā tas notiek. Это много вопросов, Tur ir daudz jautājumu, на которые только ты и я можем сам отвечать. uz kuriem tikai tu un es paši varam atbildēt. Аминь. Может быть, это не главное для тебя, Varbūt tas priekš tevis nav pats galvenais. это не приоритетное. Varbūt tā nav prioritāte. Вы знаете, что бывает такое. Jūs zināt, ka mēdz būt tā. Прибежать к Божьему присутствию, Atskrēja Dievu klātbūtnē, прочитать пару стихов, izlasīja dažus pantus, помолиться palūdzi и убежать. un aizskrēja. Бывает. Mēdz būt У tā. кого из вас был такой хоть один раз? Kuram no jums tā ir bijis kaut vienu reizi Молодцы. dzīvē? Мы не врем. Malači, mēs nemelojam. Мы все говорим правду. Mēs visi runājam taisnību. Аминь. Amen. Может ли Бог в таком положении или состоянии говорить с нами? Vai Dievs tādā stāvoklī var runāt ar mums? Потому что мы даже его не ждем. Jo mēs pat viņu negaidām. Это не самый главный приоритет. Tā nav pati galvenā prioritāte. Главный приоритет в данный момент Galvenā prioritāte dotajā brīdī мне просто плохо. man vienkārši ir И slikti. я хочу, чтобы Бог слышал меня. Un es gribu, lai Dievs mani Я dzird. хочу жаловаться на Es Бога. gribu pasūdzēties Жаловаться viņam. Богу Pasūdzēties Dievam о моей проблеме, par manām о problēmām, моей жизни, par manu о dzīvi, всем наболевшем. par visu, kas Я man просто хочу sasāpējis. плакать Ему. Es vienkārši paraudātu Ir viņam рассказать. un izstāstīt. Это тоже неплохо. Tas arī nav slikti. Аминь. Amen. Но может ли Он мне говорить? Bet vai viņš var uz mani runāt? Помните, в Ветхом Завете Atcerieties vecajā derībā. Иисус Навин, извините, я чуть-чуть отошел в это. Иисус Навин, Ja vecajā derībā Jozuā, и мы видим его здесь. un mēs viņu redzējām arī šeit. Откуда он научился это? No kurienes viņš to iemācījās? Моисей поставил сатё вне стана, Mūzus nolika šo telti ārpus и там nometnes. написано, что всякий или каждый ищущий Господа может туда идти. Un te ir teicis, ka ik viens, kas meklēja to kungu, viņam bija jāiet uz šo Это не telti. для определенной категории людей, это всякий, каждый, кто хочет, Tas кто nebija ищет. noteiktām cilvēku kategorijām, tas bija ikvienam, kurš meklēja to kungu. Мне это очень нравится. Man tas ļoti patīk. Оказывается, не все ищут Господа. Izrādās, ka ne visi meklē to Это был kungu. народ Божий, вы Tā согласны? bija да? Dieva tauta, Это jūs был Божий piekrītat. народ. Tā bija Dieva И tauta, он поставил сатёр. un viņš nolika И говорит, что telti, каждый, кто ищет Господа, un viņš teica, может ka viens, туда kas идти. meklē to kungu, uz turien var doties. Но мы читаем, Bet mēs lasām, туда идет только два. ka tu uz turien aizgāja tikai И divi. кто? Un tie bija kas? Моисей и кто? Mūzus un kas? Иисус Навин. Jozuā. А остальные что? Bet pārējie ko? Вдали смотрели. Viņi no tāluma Они skatījās. смотрели, как облако Viņi no спускается, tāluma skatījās, kā и nonāk как Бог говорит с mākonis, Моисеем, и как Бог говорит с Моисеем. kā Mūsu runā, kā И Dievs runā ar вдалеко, Mūzu. издали, поклоняйся Богу издали. Un viņi no tālienes pielūdza Не Dievu. приближайся туда. Viņi nenāca tur Не tuvāk слышишь, klāt. что Бог Viņi говорит. nedzirdēja, ko Не Dievs переживай teica. эту- Viņi это nepārdzīvoja присутствие šo Dievu Они просто klātbūtni. издалeko видят. Viņi vienkārši no И tālienes klopāja. redzēja un vienkārši Слава aplaudēja. Богу. Slava Dievam. Бог еще говорит Dievs сегодня. vēl runā šo Слава Богу. Slava Бог еще Dievam. посещает Dievs vēl сегодня. apciemo savu tautu. Неважно, это не через это, я не переживаю его, это лично. Понимаете, о чем я Nav говорю? svarīgi, ka es to nepārdzīvoju personīgi. Тебе нравится такой жизни? Tev patīk tāda dzīve. Просто хлопа, как Бог говорит Vienkārši другим, aplaudēt, kā Kā Dievs Bog runā uz pašai citiem, drugih. kā Dievs apciemo citus, как другие рассказывают свой опыт о Боге. kā citi liecina par Тебе нравится par такой savu образ pieredzi ar жизни? Dievu. Tev Или patīk ты tāda хочешь dzīve. тоже ar Dievu? иметь свой опыт и переживание Бога? Vai arī tu gribi, lai tev ir savu То есть вам pieredzi un хочешь иметь свою pārdzīvojumu? личный опыт Kurš grib переживания savu Бога? personīgo pieredzi un pārdzīvojumus ar Это Dievu? об этом речь идет. Par to ir runa. Иисус Навин, Jozuā, когда они не могли захватить город, маленький город Гай, это называется, Ай, kad viņi nevarēja ieņemt šo pilsētu Aja, kas bija после Tas того, saucās- как Ерихонская стена упала, pēc tam, kad krita šie Jēriks mūri, и Ахан захватил это, это заклятое, которое Бог запретил, un Ahans bija paņēmis šo lāstiem apkrautās lietas, ko Dievs bija aizliedz viņam ņemt. грек был в стане, Grēks ienāca šī и они apmetnē. пошли в следующий город, чтобы Un захватить. viņi devās uz nākamo pilsētu, lai И to они ieņemtu. потерпели поражение. Un Вы viņi знаете cieta эту sakāvi. историю, Jūs да? atcerieties šo Книга notikumu Иисуса Навина. Jozuā grāmatā. И что делал Иисус Un Навин? ko darīja Jozuā?
Он разодрал свою одежду. Viņš saplēsa savas drēbes, Он пришел плакаться перед viņš sāka Богом. raudāt Dievu priekšā, Он пришел задавать Богу un вопрос. viņš uzdeva Dievam jautājumu, Как это возможно? kā tas ir iespējams. Почему это маленький город мы не могли Kāpēc mēs взять? nevarējām ieņemt šo mazo И было, что он pilsētu? сыпал голову, это пепел и сидел Un Bībele saka, ka viņš kaisīja savas galvas pelnus un viņš sēdēja в Божьем присутствии. Dieva klātbūtnē. Но вы знаете, что дальше произошло? Bet jūs zināt, kas tālāk notika? Бог ему говорит: Dievs viņam teica, вставай, celies augšā. зачем тебе плакать? Kāpēc tev raudāt? Зачем ты жалуешься? Kāpēc tu sūdzies? Иди обратно. Ej atpakaļ, Потому что грех встанет. jo grēks ir nometnē. Вы знаете это, да? Jūs zinat to. Он слышал. Viņš dzirdēja, Бог говорит. Dievs runāja. Это в Ветхом Завете. Tas bija vecajā derībā, Но в Новом Завете bet jaunajā мы derībā имеем больше привилегий. mums ir vairāk privilēģiju. Аминь. Amen. Бог хочет поднять твой взор сегодня. Dievs grib šodien pacelt tavu skatu. Бог хочет поднимать стандарт сегодня. Dievs grib pacelt standartu šodien. Если это произошло с Моисеем, Ja tas notika ar Mūzu, если это произошло с Иисусом Навин, ja tas notika ar Jozo, это может произойти с тобой. tas var notikt arī ar tevi. Потому что ты живешь с лучшим советом. Jo tu dzīvo ar labāku derību. Аминь. Amen. Поэтому, когда Моисей приходил, Tāpēc, tad, kad Mūzes nāca, он пришел встречаться с Богом. viņš atnāca tikties ar Dievu. Иначе не было бы смысла этой встречи. Jo savādāk šīm tikšanās reizēm nebūtu bijis nekāds jēgas. Четвертый, что я особо Un не увидели, ceturtais, ko es gribu, lai mēs ieraugam, Бог Dievs говорил runāja с Моисеем. ar Mūzu. Скажи, Бог говорил. Pasaki, Dievs runāja. Бог говорит с Моисеем. Dievs runāja ar Mūzu. Где мы это видим? Kur mēs to redzam? Так. 11 стих. 11. pantā. И 9. Ага. Да, окей. Да. И 11 тоже. Ага. Мы видим. Когда же Моисей входил в скину, тогда спустился стоп область, становился у входа в скину. И Господь говорит с Моисеем. 9. pants. Un notika ik reiz, kad Mūzes iegāja teltī, nāca mākoņu stabs un apstājās telts durvīs, un viņš runāja ar Mūzu. Я уже говорил в начале этой проповеди, что как мы можем знать, что Бог присутствует? Es jau teicu vēl šīs svētdienas pašā sākumā, kā mēs varam zināt par Dieva klātbūtni. Облако, Mākonis, эйфория, да? eiforija, Эмоция, emocijas, дрожь, drebuļi, это мурашки, да, по телу. skudriņas skrien pa visu ķermeni, Аминь. Волосы поднимаются matiņas atceļās. и говорю, какое у меня сегодня время. Un tu saki, kāds man šodien bija sadraudzības laiks? Бог пришел. Dievs atnāca. Как мы знаем, что Бог приходит? Kā mēs zinām, ka Dievs atnāk? Ответьте, пожалуйста. Atbildiet. Он говорит. Viņš runā. Он говорит. Viņš runā. Скажи, говорит. Pasaki, runā. Господь говорит с Моисеем. Tas kungs runā ar Mūzu. Вы знаете, что тут не написано, что когда Моисей вошел в скинию и говорил с Богом. Redzat, te nav teikts, ka tad, kad Mūzes ienāca teltī, viņš runāja ar Dievu. Конечно, это обычное явление. Protams, ka tā ir parasta И можно parādība. предполагать, что Моисей говорит с Богом. Un, protams, ka var iedomāties, ka Но Mūzes мы runāja делаем ar Dievu. ударение больше на это. Bet Правда? mēs liekam uzsver vairāk uz to. Когда мы говорим о времени Kad уединения, mēs runājam par šo sadraudzības мы, laiku, конечно, думаем, что это время, когда я читаю Библию и когда я говорю Богу. protams, mēs domājam par to, ka tas ir laiks, kad es lasu Bībeli un kad es saku Dievam. Но здесь написано, Bet šeit ir teikts, когда он входил в скину, kad viņš ienāca šeit Бог teltī, приходил Dievs и atnāca Бог говорил. un Dievs Skazi, runāja. Bog говорил. Pasaki, Dievs runāja. Скажи, Бог говорил. Pasaki, Dievs runāja. Может ли Бог говорить со мной? Vai Dievs var runāt ar mani? Или можно говорить, хочу ли я, чтобы Бог говорил со мной? Vai arī var teikt, vai es gribu, lai Dievs runā ar mani? Говорит ли Бог сегодня? Или Vai Dievs šodien runāja vai nē? иногда? Dažreiz. Иногда? Dažreiz? Не слышу. Иногда говорит. Dažreiz runā. Бог иногда говорит. Dievs иногда dažreiz runā. нет. Bet dažreiz nē. Бог говорит всегда. Dievs vienmēr runā. Amen? Amen. Now, пятый, что я особенно увидел, Piektais, ko es gribu, lai mēs ieraugām. это реакции людей. Tā ir cilvēku reakcija. Реакции людей. Cilvēku reakcija. Мы читаем, что и увидел народ. Так.
10. И увидел народ, весь народ, чтоб область интересы у входа скинул, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа сател свой. Un 10. pants, un visa tauta redzēja mākoņu stabu stāvam telts durvīs, un visi ļaudis cēlās, un ikviens metās pie zemes savas telts durvīs. Now, видите, что, конечно, я уже это говорил, что только Моисей пережил Бога, Redziet, ka tikai Mūzes pārdzīvoja Dievu, но это влияло на других. bet tas ietekmēja arī citus. Одно из причин, почему мы должны встречаться с Богом. Viens no iemesliem, kāpēc mums ir jāstiekas Это ar то, Dievu, что когда мы регулярно встречаемся с Богом, tas ir tas, ka tad, kad mēs regulāri tiekamies ar это Dievu, будет оказывать влияние на других. tas ietekmēs arī citus. Аминь. Amen. Это будет влиять на других. Tas ietekmēs arī citus. Другие будут это увидеть. Citi to redzēs. Другие будут сражаться от нас. Citi ar to aplipināsies no mums. Славу Божью увидят. Viņi ieraudzīs Dieva godību. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Вот после всего, что мы увидели в этот маленький отрезок, Pēc visa tā, ko mēs redzējām šajā nelielajā raksturvietā, у кого из вас появится жажда или тяга к Божьей присутствию? kuram no jums radās slāpes vai vēlēšanās pēc Dieva klātbūtnes? Вот так выглядит время уединения. Lūk, tā izskatās šis vienatnes laiks. Аминь. Amen. Если мы имеем это понимание, Ja mums ir šī izpratne, если мы имеем это ожидание, ja mums ir šī gaidīšana, Бог нас не разочарует. Dievs mūs nepievils. Аминь. Amen. Мы должны понять, Mums ir jāsaprot, что иногда, почему это скучно, это потому, что мы не имеем полной картину, что должно произойти там. ka dažreiz, kāpēc mums ir garlaicīgi, mums nav pilnīgas izpratnes par to, kam tad tur būtu jānotiek. Или что Бог приготовит для Vai нас. ko Dievs ir sagatavojis priekš mums. Это наслаждение, а не бремя. Tā ir bauda un nevis nasta. Аминь. Amen. Это не мучение. Tās nav mocības. Это восхитительно. Tas ir, tā ir sajūsma. Будем пробовать Mēģināsim возвращаться в этом палатке. atgriezties šajā teltī. Знаете, эта палатка стоит. Ziniet, ka šī telts vēl joprojām stāv. Вне стана стоит. Ārpus nometnes И stāv. что до сих пор Un ka vēl līdz pašam laikam каждый ищущий Бога katrs, kurš meklē Dievu, туда идет. dodas uz šo Что telti. до сих пор Līdz pašam кто laikam туда входит tas, kurš tur ienāk с ожиданием, ar gaidīšanu, что подходит, ka mākoņu stabs Бог atnāk, приходит, Dievs atnāk, Бог говорит. Dievs runā. Аминь. Amen. И это отражается на других. Un tas parādās uz citiem. Псалом 83, 84. psalms, 2 и 3 стих. 2. un 3. pants. Как возделены жилища Твои, Господи, сил. Истомила душа моя, желая во дворе Господней. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Cik mīlīgi ir tavas māju vietas, ak, kungs Cebaut. Mana dvēsele ilgojas un tvīks pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavalē pretī dzīvajam Dievam. Потрясающе. Satriecoši. То, что мы читали сейчас, это картина мучения. Tas, ko mēs tagad lasījām, tas ir tāda moku pilna aina Или картина жажды, радости, встречи с Богом. vai aina, kas liecina par slāpēm un pēc ilgošanās pēc Dieva. Как вы думаете? Kā jūs domājat? Восторг, Sajūsma, жажда. slāpes. Я не могу без этого. Es nevaru bez tā iztikt. Мне это нужно. Man tas ir vajadzīgs. Восторгаются. Es sajūsminos. Восторгаются плоть моя Mana miesa и sajūsminās. сердце мое Un mana sirds Богу живому. uz dzīvo Dievu. Я желаю во дворе Его. Es ilgojos pēc viņa pagalmiem. Это то, что Бог хочет сегодня, Un tas ir tas, ko Dievs šodien grib. чтобы это стало нашим состоянием. Lai tas kļūst par mūsu stāvokli. Если ты можешь говорить, что это уже восторг, у тебя был когда-то. Un ja tu vari teikt, ka šī И тебе sajūsma говорят, tev мне kādreiz знакомо bija, это tu чувство. vari teikt, ka man pazīstama šī Мне sajūta. знакомо это чувство. Man ir pazīstama šī sajūta. Возделены жилища Твои, Господи, сил. Истомилась душа моя во Ka mana дворе Твоем. dvēsele slāps pēc tevis, И kungs. восторгайся к Богу живому. Un tā tiec pie dzīvā Dieva. Когда ты открываешь твои глаза,
Un, kad tu atver savas acis, первое, что тебе хочется, pirmais, ko tev gribās, сказать ему такие pateikt слова. viņam tādus vārdus. Как возделены жилиса твои, Cik Господи, mīlīgas ir tavas māju vietas, saka kungs Sebaot. истомилась моя душа, Mana dvēsele ilgojas un tvīks желая во дворе твои. pēc tā kunga pagalmiem. Сердце мое и плоть моя восторгается Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē к Богу живому. pretī dzīvajam Dievam. Аллилуйя. Aleluja. Это возможно Tas ir iespējams возродить. atjaunot И я to. уверен, что это причина, почему Бог нам говорит это сегодня. Un es ticu, ka tas ir iemesls, kāpēc Dievs runā uz mums par to. Аминь. Amen. Я уверен, что мы уже все понимаем, Es esmu pārliecināts, ka mēs visi saprotam, что Бог нас не осуждает. ka Dievs mūs nesoda. Если бы Он нас осуждал, Ja Viņš mūs nosodītu, Он давно бы осудил. Viņš jau sen mums būtu Jūs zināt nosodījis. это, да? Jūs zinat До to. того, как мы пришли к Нему, Pirms mēs atnācām pie Он viņa, бы успел нас осудил viņš jau būtu и paspējis mūs послал в nosodīt ад. un aizsūtīt uz zēlu. Правда это? Tā ir taisnība. Если бы это то, что Он жаждал, Ja tas būtu tas, ko viņš Он не жаждет нас vēlās, осуждать. bet viņš neslāps pēc tā. Он любовью хочет нас поднять Viņš mīlestībā grib mūs pacelt и приблизить к себе, un tuvināt sev и преобразить un нас. mainīt mūs. Поэтому это слово не как осуждение, Tāpēc šis vārds viņš nav par чтобы nosodījumu mums, возгревать наше сердце снова. bet lai atmodinātu mūsu sirds no jauna. Первая любовь к Господу. Lai atmodinātu mūsos pirmo mīlestību uz to Но у kungu. меня, я чувствую, что я должен заканчиваться здесь, Es jūtu, ka man šeit ir jābeidz, потому что если я пойду дальше, jo ja es iešu tālāk, это, я не закончил эту проповедь. в es принципе, да. nebeidzu šo svētrunu. Но я понимаю, что невозможно всегда все заканчивать. Bet es esmu sapratis, ka nav iespējams visu vienmēr И pabeigt. самое главное, мы имеем это направление, Pats galvenais mums šis virziens, и мы даже имеем знание. un mums pat ir zināšanas. Аминь. Amen. Поэтому остальное это просто дела. Tāpēc viss pārējais tas ir darbi. Чтобы мы захватил это Lai mēs дух этого послания uzķeram šī vēstījuma garu и дальше развиваться в un этом. tālāk attīstamies tajā. Аминь. Amen. Потому что время уединения Jo šis sadraudzības laiks, самый главный цель pats galvenais mērķis šajā sadraudzības laikā, встречи с Богом. tā ir tikšanās ar Dievu. Аминь. Amen. Это то, что нужно запоминать. Tas ir tas, kas ir jāatcerās. So, цель времени уединения важнее, чем компоненты, читать Библию и так далее. Ka sadraudzības laika mērķis ir svarīgāks par sadraudzības laika sastāvdaļām lasīt Bībeli, lūgt un tā tālāk. И молитва, естественно, мы уже об этом говорили, что это не должно быть монотонно, Un lūkšanas, protams, mēs par to jau esam runājuši, ka tām nav jābūt monotonām. должен всегда быть элемент размышления. Vienmēr ir jābūt pārdomāšanas elementam. Аминь. Amen. И иногда это даже... Вы знаете, что Бог может говорить нам в нашем сердце, Jūs zināt, ka Dievs var runāt arī mūsu sirdī. без того, чтобы мы слова или какие-то голос слышать. Bez tā, ka mēs dzirdam kādu balsi vai kādus konkrētus vārdus. Поэтому давайте не будем зациклиться на те, что не является обычный способ, как Бог Tāpēc говорит. neieciklēsimies tikai uz tām lietām, kas ir it kā tās ierastās Вы lietas. помните, когда Анна, мать Самуэла, молилась? Jūs atcerieties, kad Anna Samuela māte lūdza. Она молила в сердце. Viņa lūdza savā Вы sirdī. помните это, да? Jūs atceraties То to? есть Библия говорит, что никто не слышит то, что она говорит. Bībelē saka, ka neviens nedzirdēja to, ko viņa Ее lūdza. губы просто двигалась, Viņas lūpas Она vienkārši молила kustējās, сердцем. un viņa lūdza savā sirdī. и Бог слышал. Un Dievs dzirdēja. Если мы можем говорить в сердце, Ja mēs varam runāt savā sirdī, тогда мы можем слышать в сердце. tad mēs varam dzirdēt savā Вы согласны с sirdī. этим, Jūs да? piekrītat tam? Если мы можем в сердце говорить Богу, и Он слышит, тогда Он может нам говорить в сердце, чтобы мы слышали. Ja mēs savā sirdī varam runāt Dievam un Viņš dzird, tad Viņš arī var runāt mūsu sirdīs tā, ka mēs dzirdam. И это не обязательно, чтобы мы слышали какой-то слышимый голос. Un tas nav obligāti, ka mēs dzirdam kādu Просто acīm redzamu достаточно balsi. размышлять, Mēs varam vienkārši pārdomāt, когда мы молимся. kad mēs lūdzam. Например, ты молишься Богу и говоришь: Vienkārši tu lūdz Dievam un saki, Господь, Kungs, не веди меня в искушение. neieved mani И kārdināšanā. в это же время Un šajā pašā laikā тебе мысли приходят. tev atnāk doma А какие-то люди, которые ты заигрываешься. par kādiem S kemta. cilvēkiem, ar kuriem tu tā kā S kemta, tu saigrivies spēlējies. s kemta. Ar kādiem misli cilvēkiem, ar просто kuriem tu пришел. tā kā koķetē. Мысли просто пришли. Un atnāk vienkārši tāda doma В это время. šajā laikā. Как ты думаешь? Kā tu domā? Это Бог или сатана? Tas ir Dievs vai Sātans? Но вы не слышали меня, да? Jūs man nedzirdējat. Или Господь? Да. И ты обратно говори Богу: да, Господь. Это ты делай то, что нужно делать в этом, да? Un tu saki Dievam Kājus. atpakaļ, jā, kungs, un tu dari Dai to, kas tev ir мне jādara. твою Es nožēloju, мудрость. kungs, dod man savu Или, gudrību. допустим, ты говоришь: не веди меня в искушение. Vai arī, piemēram, saka, neieved mani И kārdināšanā. приводи в сердце. Un atnāk sirdī.
твои тайные мысли мстить с кем, мстить кому-то. Tavas Просто тебе slepenās отомстить domas кому-то. kādam atriepties. Ты думал об этом, Tu domāji ты par даже to, забыл. tu pat aizmirsi. И приходят мысли. Un atnāk doma. И Бог говорит, это Un искушение. Dievs saka, tas ir kārdinājums. Грех лежит у дверей. Grēks guļ tavu durvju И ты priekšā. говоришь, да, Господь, прости, что во все эти мысли Un пришли. tu saki, jā, kungs, piedod, ka šīs domas Я vispār их atnāca. отгоняю. Es tās metu И prom. даже молится. Понимаете, Un tu tālāk lūdz. вроде как ты молишься, и сердце слышит. It kā tu lūdz un sirds dzird. Вот так выглядит молитву двухсторонняя. Lūk, tā izskatās divpusēja lūkšana. Аминь. Amen. Поэтому о молитве я не буду говорить много, мы уже, это достаточная информация. Это достаточно или недостаточно? Tāpēc par lūkšanu es daudz nerunāšu, jo par to ir pietiekami То же самое по informācijas. отношению к чтению Tas pats Библии. arī uz Bībeles Ты lasīšanu. читаешь Библию, Tu lasi Bībeli, и Бог тоже говорит через un Библию. Dievs arī runā caur Bībeli. Я покажу вам одно момент. Es parādīšu jums vienu momentu. Псалом 32. 33. psalms. Вот однажды утром я читал этот псалом, Vienu rītu es lasīju šo psalmu, и вот как Бог со мной un говорит lūk, kā Dievs ar mani runāja через этот псалом. caur šo psalmu. 33. 32. Псалом 32. Tad 33. psalms. Это будет последние мысли, и я считаю, что это достаточно. Радуйтесь, праведные о Господе. Правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтри. Пойте Ему новую песню. Пойте Ему стройно с восклицанием. Ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, и милости Господни полна земля. И так далее. С 1 по 5. Tad dziediet priecīgi tam kungam jūs taisnie, visiem, kam skaidrs sirds klājas viņu slavēt. Pateicieties tam kungam ar cīturu, spēlējiet viņam uz desmitstīgu arfas. Dziediet viņam jaunu dziesmu, skandiniet jauki ar bazūnēm. Tiešām taisni ir tā kunga vārdi, un visi viņa darbi ir pilni uzticības. Да, вот смотрите, время уединения я открыл Redziet, šis sadraudzības laiks, es atvēru šo rakstu vietu и читаю. un lasīju. Обычный псалом. Parasts psalms. Аминь. Как можно слышать голос Божий, читая Библию? Kā var dzirdēt Dieva balsi, lasot Bībeli? Если моя цель и задача, Ja mans mērķis un как я уже uzdevums, говорил, kā es jau это teicu, просто читать Библию. То То есть есть время уединения для меня это просто время, когда я могу помолиться, читать Библию и уходить. ja mans sadraudzības laiks ir tikai laiks, kad es varu palūgt un palasīt Bībeli un aiziet, Все, я прочитал. visas izlasīju. Я помолился Es palūdzu и пошел. un aizgāju. Но Бог не говорил. Bet Dievs nerunāja. И я его не встретился. Un es ar viņu nesatikos. И Бог наш говорит, Un Dievs sāka teikt, радуйтесь. Я читал этот псалом несколько раз. priecājieties, mums ir dziediet priecīgi tam Несколько kungam, раз. jūs taisnē. Un es lasīju vairākas reizes šo pāntu. Несколько раз Vairākas reizes. до того, как Бог начал со мной говорить. Pirms Dievs sāka ar mani runāt. Я видел. Un es ieraudzīju Аминь. Слово со слова. vārdu pēc vārda. Радуйтесь. Priecājieties. И я остановился. Un es apstājos. Начал думать. Un es sāku domāt. Радуйтесь. Priecājieties. Кому он говорит? Kā viņš to saka? Радуйтесь. Priecājieties. Радуйтесь. Priecājieties. Потом, кому он говорит? Праведный он говорит. Kā viņš saka taisnie. Аминь. Amen. Читаю ли я себя праведным? Vai es uzskatu sevi par taisno? Относится ли это слово ко мне? Vai šis vārds attiec uz mani? Тогда что Бог мне сейчас говорит? Tad ko Dievs man tagad saka? Радуйтесь. Priecājieties. Радуюсь ли я? Vai es priecājos? Почему я не могу радоваться? Kāpēc es nevaru priecāties? Что мешает мне радоваться? Kas man traucē priecāties? Это наше размышление. Un tad sākās pārdomāšana. Аминь. Amen. И читая дальше Un lasot tālāk о Господе. par to kungu, Я думал, es domāju, вот где радость. lūk, kur ir prieks. Если я думаю о других вещах, Ja es domāju par citām lietām, не всегда радость будет. tad nevienmēr būs prieks. А когда буду думать о Bet tad, kad es Господе, domāšu par to kungu, всегда будет радость. vienmēr būs prieks. Аминь. Amen. Получил ответ. Un es saņēmu atbildi. Бог мне открыл. Dievs man atvēra Секрет радости. prieka noslēpumu. Думай о Господе. Domā par to kungu. Сегодня, что бы ни случилось, думай о Господе. Šodien, lai kas arī nenotiktu, domā par to kungu. Аминь. Amen. Это есть источник твоей радости. Tās ir tava prieka avots.
Кто понимает, о чем я говорю, да? Kurš saprot, par И ko дальше runa? просто прилично славословить. Jo, kam skaidrs ir klājas viņu slavēt, vai Я говорю, tas ir pieklājīgi что viņu такое slavēt. радость? Es domāju, kas ir Как он prieks? себя проявляет? Kā tā sevi izpauž? Значит, надо славословить. Tas nozīmē, ka ir jāslavē, Амин? Аминь. Надо славословить. ir jāslavē, Надо славить. ir jāslavē Словами ar vārdiem, говорить ir о jārunā, Господе. ir jārunā par to kungu. Амин? Amen. Как мне выражать свою радость? Kā man paust savu prieku? Надо восхищаться Господом. Man ir jāsajūsminās par to Думая о kungu. Господе. Jādomā par И to kungu. словами выражая Un восхищение о ar нем. vārdiem jāpauž sava sajūsma par Амин? viņu. Amen. И радость приходит. Un prieks atnāk. Славьте Господа на гуслях. Пойте Ему на 10 трудно. То есть можно выражать свою радость. Tad pateicieties tam kungam ar citaru, spēlējiet viņam uz 10-stīgu arfas. На гуслях. Arfas. Но я не умею играть. Bet es nemāku spēlēt. И говорит дальше, пойте. Un tālāk viņš saka, dziediet. Я умею петь. Es māku dziedāt. Аллилуйя. Кто понимает, Aleluja. о чем речь идет? Kurš saprot, par ko ir runa? Слово за слово. Vārds pēc vārda. Размышляй. Pārdomā. И пусть Бог тебе говорит. Он делает акцент на то, в чем ты больше всего в то время нуждаешься. Он будет говорить с тобой. Un lai Dievs runā, un viņš liek akcentu uz to, kas tev tajā brīdī ir visvairāk vajadzīgs. Viņš runā tieši par И to. четвертый говорит, что с восклицанием. Восклицать. Tad sauciet. Короче, хорошо. Дальше он говорит, ибо слово Господне права, и все дела его верны. Tālāk viņš saka, ka taisni ir tā kunga vārdi. Я понял, Es sapratu. я понял. Es sapratu. Все, что мне кажется, что неправильно, Viss, kas man šķiet, kas ir nepareizi, что происходит в жизни, kas notiek dzīvē, Библия говорит, что Бог держит все под контролем. Bībelē saka, ka Dievs visu kontrolē. Аминь. Amen. Слово Господне права. Tā kunga vārds ir Все его patiesība. слова верны. Visi viņa vārdi ir taisni. Аминь. Amen. И он даже говорит о Un том, tālāk viņš saka par to. он любит правду и суд, и милость, и милости Господней полна земля. Viņš mīl taisnību un tiesu, un zeme ir pilna viņa žēlstības. Я говорю, окей. Es saku, labi. Значит, есть о чем думать. Tātad tas nozīmē, ka ir par ko domāt. Милость Господня полна земля. Tad visa zeme ir pilna tā kunga žēlstības. Смотря на что ты смотришь. Skatoties uz ko tu skaties. Кто-то видит, как милость Господня полна земля, Kāds redz, ka visa zeme ir pilna а žēlstības, кто-то видит других вещах, bet kāds redz pavisam citas которые lietas, огорчают. kas apbēdina. Поэтому сегодня Tāpēc я šodien сконцентрирую свое внимание es gribu sakoncentrēt savu uzmanību и замечать un pamanīt милость Господню. tā kunga Потому что žēlstību. я окружен этой Jo man милостью. šī žēlstība ir visapkārt. Аминь. Amen. Кто из вас окружен милостью Господа? Kuram visapkārt ir tā kunga Но мы не žēlstība? всегда его замечаем. Это Bet mēs правда. nevienmēr to Потому pamanām. что когда мы не замечаем это Jo милость, tad, kad mēs nepamanām šo тогда мы žēlstību, погружены в депрессию. tad mēs Мы iekrītam погружены depresijā. в других... Mēs это самое. iekrītam citās lietās, Потому что мы не замечаем jo mēs nepamanām милость Господня. tā kunga А žēlstību. Библия нам говорит, Bet Bībelē mums эта saka, милость полна земля. ka visa zeme ir pilna ar tā kunga Мы žēlstību. поем эту песню. Un mēs dziedam šo dziesmu, Милость твоя полна, жизнь моя, да? kā mana dzīve это ir за pilna песня? Dieva žēlstības. Мы пели это сегодня, да? Милость твоя полна вся земля. Мы поем это, да? Mēs dziedam tādu Смотрите, как мы dziesmu. можем петь отсюда. Redziet, kā mēs varam dziedāt no šejienes. Когда мы это поем, мы видим эту милость или нет? Kad mēs dziedam, tomēr mēs redzam šo žēlstību vai nē? Или на самом деле мы видим эту милость? Vai arī mēs patiešām И redzam мы šo в žēlstību? восторге Un mēs поем. esam sajūsmā Мы от dziedam. души поем. Mēs no sirds to Мы с dziedam. благодарностью Mēs ar поем. pateicību to Потому что мы dziedam. видим, что милость Jo Божья mēs redzam, ka tā kunga полна вся žēlstība земля. ir visa И zeme мы pilna поем tā kunga даже милости žēlstības. Твоей, Un mēs dziedam полна tālāk, жизнь моя. ka visa mana dzīve ir pilna tā kunga žēlstības. Милость Твою Ka Ты превознес. Tava žēlstība tu esi Nāc paaugstinājis sudom. pār tiesu. Я сослужил суд. Es esmu pelnījis tiesu. Я сослужил наказание. Es esmu pelnījis sodu. Я не сослужил, чтобы жить вообще. Es vispār neesmu pelnījis Но я dzīvot, живу сегодня. bet es dzīvoju Потому что šodien. милость Твоя Jo tava žēlstība простирается ко мне. stiepjas pie manis. Ты отменил приговор. Tu atcēli manu И Ты дай sodu, мне Твою милость. manu spriedumu, un tu devi Mīlestība savu žēlstību. Tava Полна žēlstība жизнь ir моя. pilna visa mana dzīve. Ты спас меня. Tu esi man izglābis. Ты освободил меня. Tu esi atbrīvojis mani. Я благодарю. Es pateicos tev. Давайте станем. Piecelsimies.
Отец, мы благодарим Тебя. Tēvs, mēs pateicamies Просто Tev. начни благодарить Бога сегодня. Vienkārši sāc pateikties Dievam. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, kungs. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, kungs. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, kungs. Что Ты жаждешь встречи со мной. Kad Tu slāpsti pēc šīs tikšanās ar mani. Прости меня, Господь. Piedod man, kungs. Что могу идти долго дней Ka es varu vairākas без этой dienas встречи с iet Тобой. bez šīs tikšanās ar Tevi. Прости, Господь, Piedod, kungs. что Ты жаждешь встречи и Kad Tu общения. slāpi pēc šīs tikšanās un Но sadraudzības. иногда дела Bet dažreiz darbi отнимают это время. atņem šo laiku. Прости, Господь. Piedod, kungs. Я хочу обновлять Es gribu atjaunot мое отношение с Тобой. manas attiecības ar Я Tevi. хочу обновлять. Es gribu atjaunot. Я хочу обновлять. Es gribu atjaunot. Я хочу, Господь, чтобы Ты возроди меня. Es gribu, kungs, lai Tu Исцели atdziedini mani, меня, lai Tu Господь. dziedini mani, kungs. Чтобы это восторг встречи с Lai šī Тобой. sajūsma par tikšanos ar Оно Tevi, снова lai tā no сожглось. jauna Оно aizdegās, снова сожгало lai мое tā no сердце. jauna aizdedzina manu Чтобы это sirdi, не было бремя для lai tā nav меня. kā nasta priekš Ибо это не manis, бремя jo встретиться tā с nav Богом. nasta satikties Ибо ar Tevi, благо мне приблизиться jo к Тебе, ir Господь. labi man tuvoties Tev, Благо kungs. мне приблизиться к Labi ir Тебе. tuvoties Tev, Я могу kungs. наслаждаться этой Es встречей. varu baudīt šo Потому tikšanos, что Ты сделал все, что jo Tu esi необходимо, izdarījis visu, kas чтобы я nepieciešams, могу это делать. lai es varētu to darīt. Благодарю Тебя, Господь. Es pateicos Tev, kungs. Благодарю Тебя, Господь. Es Tev pateicos, Я хочу kungs. сказать, Es gribu Tev как teikt, это псалмопевец говорит, kā šis psalmu dziedātājs teica, что восторгается сердце мое и плоть мою ka mana sirds un mana miesa sajūsminās, к Тебе, Господь, ka tā tiecas pie Tevis, kungs, жилище Твое, ka Tavās mājvietās, место обитания Твоего. Tavā mājvietā, kungs. Отец, прошу Тебя, Es lūdzu Tev, Tēvs, Ты дал нам это слово Tu сегодня devi mums šo vārdu с одной šodien целью. ar vienu Ты mērķi. хочешь исцелить Tu gribi dziedināt нашу духовную жизнь, mūsu garīgo dzīvi, чтобы мы познавали Тебя lai mēs iepazīstam и Tevi преображали Твое un присутствие. mainamies Tavā Пусть klātbūtnē. ни один человек здесь, Господь, Lai neviens cilvēks šeit, не kungs, принимает себя осуждение, netiesā sevi, но пусть Твое обличение приходит bet lai Tava atmaskošana с целью atnāk исправления. ar mērķi izlabot. Ты хочешь нас Tu направить gribi mūs virzīt, на kungs, правильный путь. uz pareiza ceļa. Я благодарю Тебя, Господь, Es pateicos Tev, kungs, Твоим словом, tā ar Tavu vārdu, Твоим духом. ar Tavu garu. Ты делаешь то, что никто из Tu dari to, людей ko не может. neviens no cilvēkiem Мы nav не spējīgs можем darīt. изменить себя, Mēs nevaram но izmainīt Ты можешь sevi, нас менять своим bet Tu vari духом. mūs mainīt. Ты любишь нас, Tu mīli и mūs, Ты жаждешь этой un встречи. Tu slāpsti pēc И ради этой šīs tikšanās. встречи, Un Господь, dēļ šīs Ты tikšanās, послал kungs, Иисуса Христа, Tu sūtīji и Jēzu Он умер на Kristu, кресте, un Viņš nomira чтобы krustā, примирил нас, lai чтобы salīdzinātu восстановить mūs, наши lai отношения с atjaunotu Тобой. mūsu attiecības ar Tevi. Господь, во имя Иисуса Kungs, Христа, Jēzus Kristus vārdā, пусть это всегда будет центром, lai tas vienmēr ir centrā, центром нашей жизни, mūsu dzīves нашей centrā, духовной жизни. mūsu garīgās dzīves centrā. Спасибо, Отец. Paldies Tev, Мы Tēvs. слышали Твое Слово, Mēs dzirdējām Tavu мы vārdu. поняли Твое Слово, Mēs sapratām Tavu мы vārdu. приняли это визу, Mēs pieņēmām, kungs, и to. мы уйдем отсюда, Un Господь. mēs aiziesim no šejienes, Пусть это Слово останется с нами. lai šis vārds paliek Пусть mūsos. это Слово продолжает говорить Lai с šis нами. vārds turpina runāt uz mums. Пусть это Слово продолжает укреплять Lai šis нас. vārds turpina mūs Пусть stiprināt. это Слово продолжает мотивировать Lai šis vārds нас. turpina mūs motivēt. Чтобы мы не опустили руки, Lai mēs Господь. nenolaižam rokas, Чтобы мы не kungs. ослабевали, Lai mēs nepaliekam делая vāji, то, что правильно. darot to, kas ir Делая то, pareizi. что правильно. Darot to, kas ir pareizi. Во имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. Благодарю Тебя, Es Господь. pateicos Tev, kungs. Давайте просто поднимем свои руки. и мы Vienkārši будем pacelsim петь эту savas песню rokas uz Ему. viņu un dziedāsim šo dziesmu. Милость Твоя, полна вся земля. Милость Твоя, полна жизнь моей. Visa zeme ir pilna Я tavas благодарю žēlstības, Тебя, visa mana Господь. dzīve ir pilna tavas Я благодарю žēlstības. Тебя. Es pateicos Tev, kungs. Благодарю Тебя. Es pateicos Tev, kungs. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Просто поговори, скажи, Господь, я принимаю. Vienkārši saki, kungs, Я es принимаю pieņemu. силу, Es pieņemu spēku, ибо я могу это jo делать. es varu to darīt. Я могу Es приблизиться varu к tuvoties Тебе. Я Tev. хочу приблизиться Es к Тебе. gribu tuvoties Дай Tev. мне Твою Dod милость. man tavu Дай мне žēlstību. эту силу. Dod man šo Я spēku. принимаю эту силу Es pieņemu šo во имя spēku Иисуса Jēzus Христа. Kristus Я vārdā. благодарю Тебя, Es Господь. pateicos Tev, kungs. Милость Твоя, Tava žēlstība. полна жизнь моя. Visa mana dzīve ir pilna tavas žēlstības. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя, милость свою Ты превознес над судом,
возлюбил меня и ввел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Ты спас меня, Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня, Иисус, и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, благодарю, благодарю Тебя, благодарю, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, благодарю Тебя. Аллилуйя. Отец, мы благодарны Тебе. Помоги нам всегда видеть, Господь, Твою милость вокруг нас. Kungs, palīdz mums vienmēr redzēt Tavu Помоги нам всегда žēlastību. видеть, Господь, Твою милость. Palīdz mums vienmēr Нашей redzēt Tavu жизни. žēlastību savā dzīvē. Помоги нам всегда сконцентрировать внимание, Господь, на то, что Ты уже сделал. Palīdz mums vienmēr koncentrēt savu uzmanību uz to, Чтобы ko Tu наше jau esi единение со izdarījis. Христом Lai mūsu vienotība ar Kristu становится основанием нашей духовной kļūst par жизни. pamatu mūsu garīgai Чтобы мы dzīvē. могли всегда радоваться. Lai mēs vienmēr varam Не только priecāties. не потому, что бесы повинуются нам, Ne tikai tāpēc, ka ļaunie gari mūs а paklausa, потому, что наши имена написаны в bet книге tāpēc, ka жизни. mūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības Мы благодарим grāmatā. Тебя, Отец. Mēs pateicamies Tev, Tēvs, Во имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. И весь народ Un visa сказали tauta teica, Amen. amen. Аллилуйя. Давайте подарим нашему Богу большое. Dosim mūsu Dievam liels Aplausos. aplausus. Спасибо.